Уважаемые коллеги, добрый день! Мы рады приветствовать всех вас на нашем втором дне нашего фестиваля. Мы очень рады, что вы тоже высказываете свои приветствия в чате, вы пишете, и мы всем желаем доброго дня, и мы всем желаем хорошего настроения, и мы всем желаем такого радостного состояния и, может быть, удивления всему тому, что у нас происходит в рамках нашего фестиваля. Дорогие коллеги, еще раз здравствуйте, приветствуем всех спикеров. И вчера у нас был интересный день, хороший день был, потому что вчера мы посмотрели практики в разных городах, именно на тех площадках, в тех детских садах, которые у нас апробируют программу «Теремок». Это новая программа для детей младенческого и раннего возраста. Поэтому наши коллеги пробуют. И Ирина Александровна Лыкова, которая вчера открывала фестиваль, она очень хорошо сказала, что 14 площадок Республики Коми, они погрузились в эту программу и, соответственно, все подходы концептуальные, которые заложены в этой программе. И вот сегодня, уважаемые коллеги из инновационных площадок, я, конечно же, обращаюсь в первую очередь к вам. Сегодня, сейчас, в данный момент идет как раз очередной Блиц онлайн-семинар, который проводит Ирина Александровна вместе со своими коллегами. И в данный момент там идет презентация опыта города Коломны по воспитанию и развитию детей раннего возраста. Но я думаю, что в записи мы с вами все сможем посмотреть и как-то отнестись к тому опыту, который мы с вами увидим. И вот небольшой такой буквально штрих по тому, что только что я увидела, и, соответственно, по тому, что мы наблюдали вчера. Мы все понимаем, что, возможно, в центре России нет снега, и, соответственно, вот сейчас только что я смотрела, там сюжет был связан именно с тем, как воспитатель формирует из белого куска материала сугроб и говорит детям раннего возраста, что это снег, под которым прячутся машины, ну и там, соответственно, разворачивается какая-то игровая ситуация. И я сразу вспоминаю наш 17-й детский сад, который вчера презентовал опыт именно со снежной песочницей, когда настоящий снег, и дети там что-то тихонечко находят в этой песочнице. То есть климатические условия, они, конечно, тоже очень дают о себе знать. Поэтому к любой практике, дорогие коллеги, вы должны очень спокойно относиться к тому, что к любой практике будет разное мнение. То есть то, что вы показываете, то, что вы демонстрируете, вы всегда должны быть готовы к тому, что к этому будет очень разное отношение. Кто-то будет относиться с восторгом, кто-то будет относиться очень скептически к тому, что вы показываете. Это нормальная ситуация. И вот я благодарна, вчера после нашего фестиваля со мной вышла на связь Елена Сергеевна Боровченко. Они завтра будут принимать участие в нашем фестивале. Мы с ней обговорили. И, конечно, когда транслируется практика, всегда интересно разное мнение. Я думаю, что, может быть, следующий этап работы с инновационными площадками по раннему возрасту, возможно, будет как раз заключаться в том, чтобы, если вы транслируете какую-то практику, чтобы разное мнение, экспертное мнение, в том числе и ваших коллег, другие инновационные площадок, представители там науки, представители, может быть, родительской общественности, да, чтобы какую-то точку зрения на эту практику показали. Потому что мы очень часто вспоминаем очный формат, когда мы вместе что-то смотрели и потом вместе обсуждали, глядя друг другу в глаза и говорили: да, так, да, не совсем так, да, отстали от времени, да, опережаем время. Поэтому, дорогие коллеги, я думаю, что нам это как-то надо возвращать и, соответственно, возможно, в онлайн-формате как-то переводить на другую ступень, но, тем не менее, как-то относиться к тому, что мы с вами смотрим, и, конечно, не думать о том, что все показывается, это действительно все так и должно быть. Иногда бывают моменты, которые очень спорные. Поэтому инновационная деятельность, она интересная деятельность, она хорошая деятельность, и вы должны привыкать к тому, что если вы являетесь инновационной площадкой, трансляция опыта, она важна, нужна, но именно и умение преподнести свой опыт, умение его обосновать, умение его где-то даже защитить или найти, наоборот, очень хорошее научное, теоретическое, практическое обоснование тому, что вы делаете. Поэтому мы сегодня переходим к нашему второму дню. Будут у нас принимать участие уже совсем другие детские сады. Вы все очень разные, вы все замечательные, но это не означает то, что иногда, может быть, какие-то ваши практические вещи вызывают вопросы. Поэтому вопросам не удивляйтесь, вопросы хорошие, отвечайте на них и, соответственно, возможно, потом где-то за рамками эфира будет завязываться, может быть, какое-то другое профессиональное общение.
Поэтому еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем, и небольшой такой экскурс в сегодняшний день, то есть как у нас будет сегодня строиться площадка, прошу прощения, ну, площадка, да, коммуникативная площадка нашего фестиваля. Сегодня в фестивале участвуют у нас не только детские сады, которые принимают участие в проекте «Раннее детство». Сегодня к нам подсоединяются 2 детских сада, которые у нас участвуют совсем в другом проекте. Я немножко расскажу для тех, кто, может быть, не знает. У нас в Республике Коми действуют на сегодняшний день официально признанные 19 инновационных площадок. 5 из них работают в рамках проекта, который называется «Развитие качества дошкольного образования», через определенный инструментарий, связанный с шкалами МКДО. Это новый инструмент оценки качества дошкольного образования. Ну а поскольку шкала МКДО как инструмент оценки качества дошкольного образования принадлежит группе разработчиков издательства «Национальное образование», то, соответственно, и площадки, они имеют принадлежность к Национальному институту качества образования, и поэтому начинают заниматься тем, что апробируют этот инструментарий оценки качества дошкольного образования и меняют содержание своего дошкольного образования в своем детском саду. И вот 2 таких детских сада у нас сегодня к нам с вами подсоединяются. Это замечательно. Мы посмотрим, как там идет процесс, связанный с развитием и воспитанием самых маленьких детей, потому что концептуальные подходы программы вдохновения, они иные, нежели чем в программе «Теремок». Они все созвучны, они все ориентированы на ребенка, но я думаю, что разницу вы сможете уловить. Это вы почувствуете сегодня, когда будут выступать площадки именно этого проекта, и завтра. Ну и сегодня у нас после наших детских садов, которые принимают участие в проекте по развитию качества дошкольного образования, к нам подсоединяются детские сады, которые принимают участие в проекте «Раннее детство». Кто-то из них уже работает, не первый год, я бы так сказала, и у нас 2 площадки, которые только-только вступили в инновационный режим. И, конечно, очень приятно и интересно познакомиться со всеми, и поэтому я предлагаю начинать. Это вот такой дизайн нашего сегодняшнего дня. Поэтому, уважаемые коллеги, сейчас свою лучшую практику воспитания и развития детей раннего возраста у нас представят коллеги из Усинска. Опять мы снова отправляемся, как-то вот так по традиции сложилось почему-то начинать день именно с города Усинска. Поэтому, пожалуйста, Наталья Васильевна, коллеги, 20-й детский сад, пожалуйста, подключитесь. Выйдите с нами на связь. Можно запускать презентацию. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Валерьяновна. Здравствуйте. Очень хорошо вас слышно, очень хорошо вас видно. Мы с вами не виделись очно, конечно, тоже уже очень давно, с июня месяца, прошу прощения, с декабря месяца, но тем не менее, да. Поэтому Наталья Васильевна, как руководитель творческой группы педагогов и этого детского сада, руководитель инновационной деятельности вместе со своими коллегами, она сейчас представит тот опыт, который сложился у них в рамках воспитания детей раннего возраста, но с уклоном на концепцию программы вдохновения. Да? Наталья Васильевна, я правильно сказала? Поэтому все, мы передаем вам слово с удовольствием. Уважаемые коллеги, вопросы можно писать во вкладке «Вопросы», вопросы можно писать во вкладке в чате, и, соответственно, мнение, впечатления тоже там выражать. Наталья Васильевна, пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо, Татьяна Валерьяновна. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать сегодня всех участников нашего онлайн-фестиваля. Добро пожаловать в наш детский сад «Журавлик», а именно в группу «Цыплята». Почему туда, спросите вы? Да потому что там, в группе кратковременного пребывания у наших малышей, происходит первый опыт коллективного общения, исследования нового, неизведанного пространства. Здесь малыши быстрее адаптируются, поэтому, когда они попадают в группу на весь день, это не вызывает у них волнения и тревоги. А еще там самые маленькие журавлята интересно, весело и познавательно проживают свой день. Для ребенка раннего возраста, впервые переступившего порог детского сада,
открывается совершенно новый мир с неизведанным пространством, чужими людьми и непривычными отношениями. К этому новому, неизведанному нужно привыкнуть и каким-то образом адаптироваться. Группа кратковременного пребывания функционирует в нашем детском саду с 2017 года. Она появилась по запросам родителей, среди которых вначале был проведен опрос о потребности открытия данной группы. Он показал, что есть категория родителей с маленькими детьми, которые, например, нуждаются в продолжении учебы или выходе на работу. Функционирование такой группы позволяет благополучно разрешать многие жизненные семейные ситуации. В настоящее время эту группу посещает 15 малышей от 10 месяцев до 3 лет. Дети находятся в группе 4 часа в первую или во вторую половину дня по желанию. Ну а теперь добро пожаловать к нам в гости. Для более комфортного адаптационного периода, начиная с раздевальной комнаты, мы используем прием «Гость группы» и «Утро радостных встреч». Для снятия эмоционального напряжения и стресса малышей, поднятия настроения, создания эмоционально комфортной обстановки, каждое утро детей встречает один герой – игрушка-улыбашка. Она выбрана не случайно. Ее функциональные возможности отвлекают малышей от безболезненного расставания с родителями, помогают успокоиться и в хорошем настроении пройти в группу. Здесь их ждет просторная групповая комната. Жизненное пространство в ней организовано таким образом, что малыши могут заниматься разными видами деятельности, и при этом им очень удобно и комфортно. Дети в этом возрасте маленькие, вездесущие следопыты. Им интересно все потрогать, понюхать, попробовать на вкус, залезть наверх, спуститься вниз. Поэтому для них все открыто и доступно. В группе созданы все условия для развития индивидуальности каждого ребенка. Учтены возрастные особенности, интересы, возможности и уровни активности. Визиборд или умная доска, как мы ее называем, со всевозможными кнопочками, выключателями и прочими опасностями, которые ребенку обычно запрещены, это не просто модное веяние. Активное их использование помогает нашим малышам быть внимательными, уметь концентрироваться, развивать мышление и мозговую активность. Большой манеж – это место уединения и место активных игр. Все зависит от настроения, желания и потребностей малышей. Иногда там разворачиваются игры с множеством игрушек, а иногда кто-то просто ляжет и отдыхает. В данной группе в достаточном количестве мягких модулей, которые позволяют организовать дошколятам в любом месте интересные и необычные постройки. Домики и башни, паровозики и машинки. На мягких и удобных модулях можно полежать и попрыгать, спрятаться за них, разрушить сделанную из них постройку или создать новую. В группе имеется достаточное количество развивающих игр на развитие мелкой и крупной моторики. Сухой бассейн, мягкие пуфы, пирамидки, мозаики, шнуровки, визиборды, крупные пазлы, которые развивают познавательный интерес и побуждают детей к активности. Игры постоянно меняются, обновляются в зависимости от целей развития и интересов детей. Педагоги, работающие в этой группе, помогают детям проявлять собственную индивидуальность и активность. Вместе с детьми они играют, поют, конструируют, лепят и рисуют. Воспитатель в этой группе не просто воспитатель, это вторая мама, которая успокоит и нежно прижмет к себе плачущего малыша, поползает с ним на коврике и искренне, как ребенок, удивится мыльному пузырю или новой игрушке. Мамы и папы знают, их малыши в надежных, добрых и ласковых руках.
А что можно сделать, чтобы помочь малышу полюбить детский сад, влиться в детский коллектив? Как помочь ребенку увлекательно и радостно проживать вместе со всеми свое детство? Конечно же, насытить его доверчивый, трогательный детский мир новыми впечатлениями. Вот почему наши педагоги стараются постоянно разнообразить деятельность детей, своевременно переключая их с одного вида деятельности на другой. Любимое занятие наших малышей – это игры с манкой. Играть и рисовать манкой мы можем круглый год по сравнению с играми в песок, которые носят сезонный характер. Манка – это экологически чистая, безопасная, доступная крупа. Пропуская ее между пальчиками рук, у детей уходит напряжение, они расслабляются, их эмоциональное самочувствие улучшается. Особенно нравятся детям игры, такие как узоры на манной крупе, необыкновенные следы, бегут жучки-паучки, пересыпание ложкой из миски в миску или из чашки в чашку, кулачок, щепотка и многое другое. Вроде бы обычная манка, а сколько интереса! Ведь это и прекрасный материал для развития, и, можно сказать, домашняя альтернатива песочной терапии. А кто не любит плескаться с водой? Любому ребенку игра с ней доставляет огромное удовольствие. Вспомните, какие положительные эмоции вызывает у детей вода в любом своем проявлении, будь она в ванной или посуде, льющейся с неба в виде дождика или огромной лужи во дворе. Вода притягивает детей, как магнит. Самостоятельные игры детей с водой, даже такие простые манипуляции, как переливание, выливание, заполнение емкости водой, обладают психопрофилактической ценностью, а для наших малышей такие игры являются, пожалуй, самым доступным и естественным способом самотерапии. Игры с прищепками, бусами, макаронами, волшебными мешочками – это простой и интересный способ развития мелкой моторики, мышления, речи, внимания и воображения. Игры с прищепками – это прекрасный тренажер для пальчиков. Посмотрите, сколько нужно приложить усилий, чтобы прикрепить прищепку, и в результате получается солнышко с лучиками, ручка с дождиком, веселый ежик с колючими иголками. Как же необычно можно использовать самые обыкновенные макароны. Малыши перебирают их, сортируют по размеру, форме и цвету. А из разноцветных макарон, нанизывая их на нитку, создаются бусы и браслеты. Играя в волшебные мешочки, малыши развивают свои тактильные ощущения, цветовое восприятие, знакомятся с понятием тяжелый, легкий. Одно из самых любимых занятий у наших малышей – это рисование. Сколько радости и веселого настроения дает это увлекательное занятие. Здесь почти нет ограничений для воображения, поэтому они рисуют чем угодно – пальчиками, скомканной бумагой, природными материалами, мелками, красками, губками, штампами, даже тканью разной текстуры. В ходе такой творческой деятельности дети узнают о новых предметах и способах их использования. Здесь раскрывается творческий потенциал и, конечно, происходит выплеск эмоций. Кто-то скажет, что не всегда имеется необходимая материальная база для совместных игр, но любое оборудование можно заменить на подобное. Главное – желание. Так, например, вместо гамака мы используем покрывало, на котором раскачиваем малыша под известный старинный текст «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, Василиса к нам, приплыви, буль-буль-буль». А затем аккуратно опускаем ребенка. Игры в прятки тоже могут быть необычными. Например, можно спрятаться под большое полотно,
которая сначала раскрывается над ребенком как большой парашют, а потом опускается. Универсальную сырную дырку мы используем для веселых игр с нашими малышами. Например, игра «Поймай мышку». Воспитатель в различные отверстия сыра показывает мышку, а детки ловят ее. Следующая игра «Попади в дырку». Малыши забрасывают цветные мячики в отверстия сыра. «Пройди через кочки». Дети с радостью проходят по отверстиям сыра с одной стороны на другую или придумывают свой маршрут. А пролезая через забавный лабиринт, у малышей формируется двигательная активность, а еще они получают бурю положительных эмоций. Добрые и душевные песенки, прибаутки, потешки, попевки, спетые и рассказанные воспитателем, вызывают у малышей радость и одновременно успокаивают, настраивают на добрые, спокойные и доверительные отношения. Ну а если они еще сопровождаются героями пальчикового или настольного театра, тут и вовсе восторгу и удивления нет предела. Забавные мишки и зайчики, котики и мышки, сделанные руками родителей и воспитателей, такие же крохотные, как и наши малыши, умиляют, сближают и делают отношения между взрослыми и ребенком более домашними и уютными. Хочется отметить роль специалистов в группе кратковременного пребывания. Особенно важна роль педагога-психолога. Каждое утро вместе с воспитателем она помогает малышам начать день с положительных эмоций, настроить на хорошее взаимодействие с детьми и воспитателем. С этой целью она применяет игры на расслабление, упражнения на релаксацию. Учитель-логопед наблюдает за речевой активностью детей во время игры, режимных моментов, совместной деятельностью со взрослыми. Она играет с малышами в игры, содержащие простые речевые формы, доступные этому возрасту, проводит веселые пальчиковые разминки. Совместная работа музыкального руководителя и воспитателя помогает заполнить жизнь малышей песнями, музыкальными играми, которые благотворно влияют на их общее состояние. Маленькие дети очень отзывчивы на интонацию, мелодию, ритм, поэтому в групповой комнате имеются детские музыкальные инструменты, погремушки разного вида и звучания, бубен, барабан, колокольчики, бубенцы, деревянные ложки и дудочки. Кроме этого, есть игрушки, о которых поется в песнях для детей раннего возраста. Киска, зайка, петушок, паровозик, а также игрушки-атрибуты, с которыми дети танцуют и играют. Например, платочки, флажки, зайка для игры «Зайка к деткам прибежал», кукла с мягкими ножками для показа танцев «Гопачок», айда. У детей раннего возраста способность сосредоточиться, внимательно слушать только начинает формироваться. В силу свойственной малышам подвижности им трудно длительное время сидеть спокойно, не отвлекаясь, однообразие их утомляет. После некоторого периода привыкания детей к группе у них расширяется территория двигательной активности через выход из группы в коридоры, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога. Такие прогулки направлены на зону ближайшего развития, а также помогают нашим малышам ориентироваться в пространстве детского сада. Успешная социализация малышей зависит от тесного сотрудничества педагогов с родителями. Поэтому взаимодействие с родителями мы начинаем задолго до первого дня посещения детьми группы кратковременного пребывания, через работу консультационного центра и виртуальные путешествия по детскому саду. А такая нетрадиционная форма взаимодействия с семьями будущих воспитанников, как «Пока все дома»,
где происходит очное знакомство воспитателя с будущим воспитанником и членами его семьи, помогает педагогу подробно узнать индивидуальные особенности, любимые игрушки и блюда ребенка, стиль общения взрослых с малышом, семейные традиции и многое другое. Все это в дальнейшем способствует более плодотворному взаимодействию педагога с родителями и ребенком. Одной из особенностей организации работы в данной группе является то, что по своему желанию родители в первые дни присутствуют в группе вместе с малышами. Вместе с родителями дети играют, танцуют, рисуют, занимаются творчеством. В свою очередь родители в процессе совместной деятельности учатся анализировать поведение детей. На таких встречах малыши радуются, а родители порой, не замечая сами, снимают с себя маску строгости. Такое общение детей и взрослых в процессе продуктивной творческой деятельности не только обогащает внутренний мир ребенка, но и способствует установлению положительного психоэмоционального контакта с близким взрослым. Вот такая насыщенная жизнь у наших малышей в группе кратковременного пребывания. Благодаря интересной совместной деятельности они безболезненно адаптируются к детскому саду, а в последующем к более длительному присутствию в группе полного дня. Мы заметили, что эти дети легко привыкают к новому режиму, становятся самостоятельными, они более открыты в общении как с детьми, так и со взрослыми, а еще эмоционально устойчивы. Надеемся, что знакомство с нашим опытом работы с детьми раннего возраста было для вас интересным и полезным. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, Наталья Васильевна, за внимание. С удовольствием посмотрели на красивые, яркие ваши фотографии. Все цвета такие очень чистые. Но я думаю, что сейчас коллеги, которые будут выступать уже после вас, Печора, я думаю, что они тоже какое-то мнение сформируют и вам обязательно скажут, потому что это непосредственные ваши коллеги. Вы работаете в одной как бы сетевой площадке. Наталья Васильевна, я хочу уточнить, можно у вас ряд вопросов задать, да, которые, ну, может быть, хочется услышать ответы. Скажите, пожалуйста, а сколько уже функционирует такая группа? То есть она в течение года, как давно она работает? И вот немножко об этом, именно о группе кратковременного пребывания. Как давно она функционирует? Давно, с 2017 года, как мы уже сказали, там выше. Дело в том, что дети постепенно, находясь в этой группе, ну, там по желанию родителей, ходят, адаптируются, да, сначала короткое время, 2 часа, час, потом дальше 4 часа, и дальше они переходят уже в группу на целый день. Все, я как бы поняла, и получается, это постоянно действует группа. Такой вот детей, которые проходят, потому что если родители приводят детей, она, знаете, чем еще удобна эта группа, когда дети поступают в группу на целый день, но у них проходит период адаптации, да, а родители в это в свое время платят деньги, финансы, то есть экономятся, они платят за целый день, хотя ребенок в первое время ходит на час, также на 2, на 4, то есть постепенное привыкание идет. А в группе короткого пребывания у них своя оплата, то есть они платят за кратковременно. Хорошо, Наталья Васильевна, а самым младшим детям сколько в этой группе? 10 месяцев была девочка у нас, начинала она ходить, сейчас на данный момент они ушли в отпуск, ну вот с 10 месяцев, потому что у нас есть и пеленальный стол, у нас есть и манежи, у нас есть специальные стульчики для кормления в этой группе, всевозможные качельки, люльки, то есть вот именно для таких деток, которые еще плохо передвигаются, скажем так, или при помощи взрослого передвигаются. Есть же более активные дети. Есть в этой группе детки более старшие, но по желанию родителей пока они ходят в эту группу. То есть мы как бы предлагаем, но родители пока говорят, нас все устраивает, мы будем ходить так, на 4 часа. Замечательно. Поэтому, получается, там возраст градируется.
Мгм. Замечательно. Еще вот такая интересная форма, как «Пока все дома», тоже немножко для уточнения. Это воспитатели выходят в Да. семью или родители приходят в детский сад, нет? Мы, конечно, когда были у нас вот не такие вот напряженные условия, да, как сейчас, наши педагоги заочно знакомились, они выходили в группу к таким деткам домой, на дом. Ходили, Мгм. знакомились, то есть. Ну, и родители тоже к нам приходят вот на консультативные центры всякие, всевозможные, то есть на встречу с педагогом, психологом. Ну, то есть вот такое было общение. И мы выходили к ним, и они к нам приходили. Мгм. Хорошо, форма такая, интересное название вы придумали. И еще один вопрос, Наталья Васильевна, вот когда весной 2020 года такую деятельность интересную развернули мы с вами по онлайн взаимодействию, да, ну, по взаимодействию с родителями в формате онлайн, вот сейчас как-то это продолжается или это сошло на нет, именно с детьми, с родителями детей раннего возраста? Но с детьми раннего возраста, мы знаете, у нас как продолжается в рамках консультационного центра нашего. То есть мы выходим в онлайн-режиме с родителями, мы также им оказываем всевозможные консультации, проводим игры, даем какое-то им задание, они нам присылают свои ответы, выходим на связь. То есть, ну, вот таким вот образом мы с ними общаемся. Оказываем им, предоставляем им ну, экскурсию по детскому саду, такую, может быть, небольшую, знаете, в рамках вот телефона, вайбера, там, ватсапа, то есть показать, какая группа, что в ней есть, что нужно принести, там, допустим, как происходят вообще режимные моменты в ней. Ну, замечательно, замечательно, потому что, я говорю, там такие вроде нюансы, но они действительно очень важны, потому что сейчас, когда родители вроде как не впускаются в детский сад, вот как ему познакомиться с группой, с обстановкой, как быть спокойным за своего ребенка, да, потому что, ну, не секрет, что многие родители очень переживают, иногда накручивают себя, особенно с детьми раннего возраста. Наталья Васильевна, еще один вопрос у меня, как часто вы сами там бываете в этой группе, как старший воспитатель? Я там каждый день, Татьяна Валерьяновна. Я знаю, 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 поэтому и Я там каждый спрашиваю. день, да. Я очень много времени там нахожусь, потому что я считаю, что эти детки, от них происходит, понимаете, исходит такая положительная энергетика, что когда мне в каких-то моментах бывает тяжело и нет настроения, может быть, я всегда ухожу туда, я приношу ему интересные какие-то игры, не знаю, кубики, модули, не знаю, мы с ними строим, играем. Я иногда просто прихожу, их беру, и мы гуляем по детскому саду. Я им показываю какие-то новые наши холлы, там, не знаю, заходим в соседнюю группу, встречаемся с малышами там, ну, с других групп, Хорошо. общаемся. Хорошо, хорошо, Наталья Васильевна, я поняла, да. И еще вот один вопрос у меня такой к вам. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, у нас такая тенденция пошла в системе дошкольного образования, она идет причем очень давно. Я думаю, что сейчас каждый из вас, коллеги, задумается, что на группу раннего возраста часто ставят педагогов в связи с нехваткой, да, вообще педагогов, так скажем, и эта тенденция, она везде есть, это не секрет. Именно тех педагогов, которые не имеют дошкольного образования вообще. То есть я про базовое образование, я не про переподготовку там в течение 2-3 месяцев. Да? Вот ваше мнение, вот как вы считаете, это правильные вообще поступки руководителей детского сада или вот в корне нельзя так делать? Нет, То есть люди, которые не знают психологии ребенка раннего возраста. Да вот как бы ваше мнение хочется услышать. конечно, такие не должны работать педагоги именно в этой группе, скажу так, потому что педагог, который там работает, он все-таки должен иметь уровень знаний о детской психологии, вообще о детях этого возраста, это немаловажно. У нас Хорошо. работает там очень часто педагог-психолог, который стоит в паре с воспитателем. Хорошо, спасибо. Но с вами, конечно, можно много и долго обсуждать, потому что, ну, не раз уже вместе выступали на разных эфирах. Поэтому, Наталья Васильевна, огромное спасибо. И, пожалуйста, подумайте о том, как вот этот опыт как-то бы описать нам надо. Действительно надо описать, то есть какие формы
предоставление услуг для родителей детей раннего возраста есть. Вот консультационный центр, например, чем он занимается, пока все дома, что там происходит. То есть надо вот это подумать нам, описать и, соответственно, как-то практику эту двигать дальше. Да? Поэтому спасибо вам большое. Я думаю, что вы будете и сегодня, и завтра с нами, потому что мы очень рады этому. Тоже как-то комментируйте коллег, может быть, что-то интересное тоже предложите, какие-то свои решения, а возможно и почерпнете от других какие-то интересные решения. Поэтому, Наталья Васильевна, с огромным теплым приветом ваш детский сад. Спасибо вам огромное за участие в нашем таком онлайн-фестивале. Ну и мы дальше вместе с вами теперь передаем вашим коллегам по сетевой инновационной площадке. Мы передаем вместе с вами эстафету в город Печору. Да, Наталья Васильевна? Да, поэтому, да. Спасибо вам большое. Да, вы можете отключаться. И, соответственно, уважаемые коллеги, мы сейчас просим подключиться наших печорских коллег. Пожалуйста, Печора, коллеги, выйдите на связь. Там у нас детский сад номер 11 города Печоры. Это тоже инновационная площадка, которая участвует в проекте в проекте по развитию качества дошкольного образования. Поэтому пока коллеги подключаются, пока коллеги у нас презентацию свою ставят. И мы сейчас на экране видим Снежану Николаевна. Добрый день. Снежана Николаевна. Здравствуйте, видно вас очень хорошо, слышно вас тоже очень хорошо. Я понимаю, что это ваш дебют в рамках онлайн, да, выступления, но я тоже знаю, что рядом с вами и Светлана Анатольевна, руководитель детского сада, и Ирина Владимировна, старший воспитатель детского сада. Поэтому просто представьте, расскажите нам о том, как вы прекрасно работаете с вашими малышами. Хорошо? Хорошо. Поэтому я передаю вам слово. Пожалуйста, Снежана Николаевна, начинайте. Добрый день, уважаемые коллеги. В нашем детском саду я работаю с детьми раннего возраста. Как известно, ранний возраст является самым важным этапом развития человека. Его не нужно рассматривать как подготовку к детскому саду. Это настоящий, яркий, неповторимый отрезок жизни человека. И сейчас бы я хотела познакомить вас с моей группой. И поговорить бы мне хотелось именно о развивающей предметно-пространственной среде, так как наш детский сад неоднократно доказывал, что именно развивающая среда является самым важным условием для развития ребенка. В этом году моим малышам исполнилось 2,5 годика. А ко мне они пришли совсем маленькими, кому-то исполнилось год и 2, кому-то 1,5. И самой важной задачей, которую я поставила перед собой в этот период, это создать условия для успешной адаптации детей и установить доверительные отношения с родителями. У многих родителей моей группы вызвало удивление тот факт, что мы предлагаем родителям присутствовать во время адаптации детей в группе, а в дальнейшем предлагали посещать группу в любое время. Родители стали активными моими помощниками. Мы рады, когда родители приходят к нам в группу в течение дня поиграть с детьми в группе. Уважаемые коллеги, на слайде вы видите, что это наши родители пришли поиграть с детками. Дети спокойно реагируют на родителей, не плачут, именно потому, что они присутствуют в группе в период адаптации детей, были частыми гостями в нашей группе. В подтверждение моих слов предлагаю посмотреть видео. А второе ушко. Вот оно. А вот, где вот донышко? Куда у тебя машина поехала? Дядя, да все здесь.
Родители помогают нам украшать территорию участка к праздникам, помогают укладывать детей в тихий час. Именно это способствовало тому, что родители начали доверять нам, ушли родительские страхи. Родители с удовольствием откликаются на наши просьбы в оказании какой-либо помощи и сами являются инициаторами многих идей. Так, по инициативе родителей в нашей группе появилась замечательная подвесная люлька. Дети очень любят качаться в этой люльке и качать друг друга. Особенно она нас выручила и пригодилась нам в период адаптации. Если ребенок плакал, то он более легко успокаивался, когда я или дети качали его в люльке. А для уединения и для успокоения детей в нашей группе, опять же, с помощью родителей появился вигвам, который сразу полюбили дети. В нем очень много разных мягких подушек, разных по фактуре, цвету. В нем дети с удовольствием рассматривают иллюстрации книг. Я им с удовольствием рассказываю и читаю сказки. Они могут в нем прилечь, спрятаться от шума. Ну а для того, чтобы у ребенка было ощущение присутствия рядом родителей в группе, мы оформили стенку с фотографиями семей. Детки сами приносили фотографии, мы вместе наклеивали разноцветные шары. Интересно очень наблюдать за детьми, когда дети подходят и рассказывают друг другу, как зовут его маму, папу, брата, сестру. В этом году моим малышам исполнилось 2,5 года. И вместе с моими подросшими детьми изменилась и среда в моей группе. В группе появилось двухуровневое пространство с гладким наклонным спуском и лесенкой, позволяющей забираться на верхнюю площадку. Верхнюю площадку мы используем не только для того, чтобы дети смогли там поиграть, объединившись в малые группы, но еще оборудовали это пространство разнообразными играми на развитие мелкой моторики рук. В центре конструирования мы используем не только покупные конструкторы, но и коробки разного размера, которые с помощью детей превращаются в дома, машины или просто место для игры, для залезания, для пряток. Очень нравится детям играть с деревянными спилами, строить из них башенки различной высоты, дорожки. Также в нашей группе всегда... Строй. Вот, смотри, какие они башенки строят. Помогай.
Еще кто-то может? Также в нашей группе всегда в свободном доступе есть различные сыпучие материалы. Крупа, песок. Дети любят пересыпать крупы в различные емкости, находить в крупе различные игрушки и предметы. Одно из любимых занятий у детей – это игра с водой. Дети моют игрушки, стирают кукольную одежду, пускают кораблики, ловят рыбок. Ну и еще в нашей группе есть сокровища. Это наш сундук с различными отрезами тканей. Дети с большим интересом и удовольствием любят наряжаться, играть с лоскутками ткани, пеленать кукол. Ну и играть, конечно же, в прятки с отрезами тканей. А где у нас ребята? Спрятались! В Центре творчества для детей наряду с обычными материалами имеются в свободном доступе валики, кисти разной толщины, обои, чтобы дети могли рисовать не только на столе, но и на стене, на полу, на движущем экране, в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Большую помощь мне оказывает младший воспитатель и родители, которые приходят к нам в группу и оказывают помощь. Играя с детьми в разных центрах, созданная, развивающая предметно-пространственная среда в группе стала моей помощницей. Разделив группы по центрам, дети имеют возможность уже в этом возрасте найти занятия по интересам, играть, не мешая друг другу. Давай, Маша, делай. Вот такие кругленькие глазки. Савели нарисовали. Спасибо за внимание. Все, да, Снежана Николаевна, все? Да? Все, Все, да. да, вы закончили свое выступление. Спасибо вам огромное. Мы ждем, конечно, вопросов от коллег, которые они могут писать в чате, но пока я немножко тоже вас поспрашиваю. Я думаю, что вы позволите это сделать. Во-первых, хочу поблагодарить, да, что вы нас пустили к себе в группу,
потому что мы смогли посмотреть, как живет ваша группа. И маленький такой уточняющий вопрос, это действие сейчас происходило? Ну, вот Ну, в типа, течение... Да, 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 эти ролики, то есть они происходили именно вот февраль, январь или... Да? да. В течение этого, да. Да, замечательно, спасибо. Следующий вопрос, Снежана Николаевна. Вот как бы концепция преобразования среды вашего детского сада, но она уже далеко известна всем, многим, по крайней мере, за пределами вашего детского сада. И эта концепция преобразования среды, ориентированная на ребенка, она замечательная. И вы как бы тоже нам немножко открыли завесу и показали, как она реализуется у вас. И вот я бы хотела еще, знаете, какой момент спросить. Вот у вас по детскому саду идет концепция тоже, концепция двухуровневых пространств. И вы нам показали, как у вас горка, да, где они там залезают, где они скатываются. Вот когда детки были маленькие, эта же горка появилась в прошлом году, правильно я понимаю? В этом году. А в этом В году? сентябре. В сентябре. Да. Вот вы Да. как воспитатель чувствуете сейчас? Эта горка, она важна, нужна для них? Она, может быть, надо было сделать выше, ниже? Вот как-то какие-то есть уже? Вы сейчас уже обжились несколько месяцев. Немножко вот так. Она очень идеальна. Эта горка, дети ее очень любят. У нас уже прошел страх где-то первые дни, ну, боялась как-то, где-то кто-то толкнет. Но дети уже настолько, они знают, где нужно подняться, где нужно спуститься, показывают, если кто-то скатился неправильно. Ну, играют, очень нравится детям. То есть как бы они ее обжили, да? Обжили, да. Там они же играют и поднимают игрушки туда, и площадка наверху, так, мягкая, подушки, и все как бы для них интересно. Не отходят они оттуда. Замечательно. Отогнать их тяжело. Замечательно. Еще у меня вопрос, потому что я думаю, может быть, коллеги тоже подсоединятся к нашим вопросам. Скажите, пожалуйста, вот идея, я не знаю, пока я так себе записала, что родителей впустили в детский сад, конечно, надо продумать какой-то интересный такой вот фразу, которая бы точно очень определяет, что вы сделали. Но вот суть ее в том, что вы родителям открыли двери, и теперь родители вхожи в вашу группу, мы это видели, вам это хорошо удалось показать. Родители играют, вместе с детьми приходят, там занимаются чем-то. У меня вопрос в связи с этим. Родители, вот по вашим наблюдениям, родители, они, когда родитель, ну, заходит в группу, он потом занимается, играет только со своим ребенком, или все-таки он... Да, вот об этом. Нет. Они даже как-то стараются, что, ну, сделать так, что это не чья-то мама, он как бы... Пришла родительница, и давайте поиграем вместе, если даже ребеночек, но они у нас уже настолько привыкли, что они уже как бы не ревнуют. Ну, мама играет, там рисует с кем-то, пошла, и там к другой маме, да, так, какого-то нету такого, чтобы плакали, когда уходили, или ревностно относились. Хорошо. И вот еще у меня вопрос. Вот вы говорили о полифункциональных материалах, коробках, спилах деревянных, да, кусках материи, как бы там, что у вас еще, вода как полифункциональный такой материал. Скажите, пожалуйста, вот вы же не первый год работаете в группе раннего возраста, это не первая ведь ваша группа, нет? 10-й год. 10-й год. И вот скажите, пожалуйста, вот то, что вы это внесли сейчас в свою среду, вот как-то уровень развития игры или взаимодействия между детей изменился по сравнению с тем, когда этих материалов не было, либо не изменился? Очень изменился. А в чем? Ну, во-первых, как-то раньше было все это страшно было, открыть крупу, что дети там наедятся, краска, пластилин. Сейчас дети, у нас есть правила. Если мы, допустим, рисуем, мы рисуем в центре творчества, пусть мы рисуем на полу, на стенах, там определенном месте, но уже дети знают, что мелок не нужно кушать, ни краску там чего-то, или крупу не куда-то пихать там в нос, в глаза. Намного стало как-то в детей мы свободнее. Раньше мы боялись за все, от пуговицы под присмотром. И как бы намного стало интереснее работать. Конечно, было это очень перестроиться, ну, нам помогает наше руководство, и вы нам помогаете, мы как-то к этому идем. Ну и недооценивали, конечно, мы детей, дети намного стали
оказались раскрепощенными, умненькими и спокойными в первую очередь. Хорошо, хорошо, спасибо вам огромное. Вот я все жду, может быть, какие-то вопросы будут, но, тем не менее, вопросов пока у нас нет от коллег. Снежана Николаевна, еще последний вопрос к вам. Немножко прокомментируйте, пожалуйста, то, что вы увидели из 20-го детского сада. Вот ваше мнение хотелось услышать. Наталья Васильевна, когда представляла, просто немножко свое мнение скажите, вот на чем-то остановился взгляд, что-то подумали и так далее. Подумала о том, что мы тоже все это, в принципе, используем. Те же бизиборды, которые вы у нас видели, сейчас они у нас уже не стоят, мы их сделали на стены. То есть созвучно. Коротковременное то, что пребывание коротковременное. Что хотела, чтобы у нас тоже такая группа появилась. Да. Но у вас, видите, у вас ведь хорошо, если вы родителей сразу впускаете в группу, то, конечно, здорово, да? Я имею в виду, что они с вами проживают, вот как вы показали, рассказали, это, конечно, замечательно. Еще я думаю, что подумайте, и Светлана Анатольевна, наверное, поддержит все-таки ранний возраст, нежный возраст, деликатный возраст. Конечно, хотелось бы побольше натуральных материалов. Вы знаете это, вы видели и слышали, да, поэтому рассмотрите в этом направлении. А так опыт интересный, конечно, опыт по преобразованию среды. В программе «Теремок» это звучит как создание мотивирующей образовательной среды, но в которую входит не только предметная среда, но и взаимодействие взрослых с детьми. Да? По современным всем концепциям, в том числе и по программе «Вдохновение», среда именно как третий педагог. То есть когда ребенок может занять себя без помощи взрослого, да? А задача взрослого – создать именно такие условия, которые будут мотивировать ребенка к свободной игре. Вот вы очень так созвучно оказались здесь, поэтому спасибо вам большое, и мы поздравляем вас с первым таким дебютным опытом. Учитесь представлять, да, говорите об этом. Ролики замечательные, ролики интересные. Спасибо вам большое, вашей всей команде. И, конечно, вот эти линии, то есть рядом с мамой, вместе с мамой в группе, да, преобразование среды, двухуровневые пространства, открытость материалов, полифункциональность. Конечно, держите их, пусть они у вас будут. Спасибо еще раз вам огромное. Ждем тоже, я уже говорила вашим коллегам, ждем описательного варианта вашего опыта. Ждем. В виде статей. Всего детского сада, да. Спасибо, до свидания. До свидания. Очень приятно было вас увидеть. Взаимно, Снежана Николаевна, спасибо большое, да. Всего доброго, можете уходить из эфира. Спасибо вам, да. Можете отключаться тихонечко. И мы, соответственно, да, спасибо, уважаемые коллеги. Такой опыт по преобразованию среды в группах для детей раннего возраста. Вы можете конкретно нашим педагогам задавать вопросы, там и мягкие игрушки, там и вигвамы, и все остальное, и гамаки, и люльки, и так далее, и так далее. Может быть, что-то вас смущает, может быть, хотите уточнить для себя. Не стесняйтесь. Вот такой опыт есть, инновационные площадки работают, и, соответственно, они презентуют то, как они живут. Вот это мы знаете, я так называю, что мы немножко просто подсматриваем сейчас за тем, как живут наши детские сады, просто в таком экспресс-варианте, концентрированном варианте. Конечно, в течение дня происходят какие-то другие разные интересные вещи. Сейчас из Печоры мы снова возвращаемся в город Сыктывкар. И у нас сейчас будут 2 детских сада. Эти детские сады входят в проект «Раннее детство». Они тоже у нас первый раз сейчас представляют свой опыт наработанный. И поэтому мы приглашаем в эфир выйти старшего воспитателя детского сада номер 29 Олесю Бонифатьевну Авакумову. Пожалуйста, Олеся Бонифатьевна, подключитесь. Надеемся, что у вас все хорошо с технической точки зрения. Мы очень будем рады вас видеть. Олеся Бонифатьевна, здравствуйте. Скажите что-нибудь. Здравствуйте, да. Замечательно видно. Олеся Бонифатьевна, замечательно слышно. Поэтому с удовольствием передаю вам слово. Можно загружать презентации, можно начинать повествование. Но для всех остальных Олеся Бонифатьевна тоже старший воспитатель, руководитель у нас творческой группы педагогов в этом детском саду. И по секрету скажу, Олеся Бонифатьевна у нас на всероссийском уровне в свое время заняла 3-е место и стала лучшим старшим воспитателем на всероссийском конкурсе всех старших воспитателей. Потому что она человек такой активный, интересный, неформальный,
Поэтому, пожалуйста, вам слово, Олеся Бонифатьевна. Все, передаем. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на онлайн-фестивале. И приглашаем вас в наш детский сад номер 29 города Сыктывкара. Вчера на фестивале и сегодня мы увидели много интересных идей и находок. Лично мое выступление, скорее всего, будет полезно и для старших воспитателей, и затронет вопросы по организации инновационной деятельности. Немножко хочу познакомить вас с нашим детским садом. Наш детский сад находится в центре города Сыктывкара. Он построен в 1971 году, состоит из 2 корпусов. Всего у нас находится в детском саду 12 групп, которые посещают 325 детей. Коллектив детского сада у нас очень доброжелательный, высокопрофессиональный. Основной состав достаточно стабильный. Но теперь перейдем непосредственно к деткам нашего раннего возраста, в котором мы реализуем инновационную программу «Теремок». Немножко покажу вам нашу развивающую среду в группе. Программу «Теремок» мы начали реализовывать в 2019 году в группе раннего возраста для детей 2-3 лет. В нашем детском саду нет, к сожалению, воспитателей, которые работают постоянно на раннем возрасте. У нас традиция такая сформировалась, что воспитатели принимают деток 1,5-2 лет и растут вместе с ними одной семьей прямо до выпуска в школу. Таким образом, рабочая группа, работающая по внедрению инновационной программы, состоит из 2 старших воспитателей и 5 воспитателей. В прошлом учебном году программу «Теремок» реализовывали 1 воспитатель. В этом году реализуют другие. В следующем учебном году эстафетную палочку примут следующие. Но все мы хранители раннего детства, как отметила Ирина Александровна Лыкова, наш идейный вдохновитель в самом начале фестиваля. Немножко включу вам видеоматериалы, чтобы вы познакомились не только с нашей образовательной средой, но и с нашими детками. Пока вы смотрите на наших красивых малышей, я хочу рассказать о том, что в нашей рабочей группе стал вопрос о том, как накопить как можно больше практического материала по реализации программы. Проблема в том, что некоторый практический опыт, полученный в процессе реализации программы, быстро забывался. Использовать весь опыт, наработанный в прошлом учебном году, в этом году не представлялось возможным из-за того, что он не был где-то зафиксирован. Именно поэтому нашей рабочей группой было принято решение организовать так называемые тереминутки. Тереминутки мы проводим 1 раз в неделю по пятницам. В тихий час собирается вся группа, работающая в режиме инновационной деятельности. Это воспитатели, которые реализовывали программу в прошлом учебном году и имеющие определенный практический багаж. Это воспитатели, живущие в данной программе сейчас и получающие бесценный практический опыт прямо сейчас. Воспитатели, которым предстоит реализовывать «Теремок» в следующем учебном году и нуждающиеся в погружении во все нюансы инновационной деятельности. Ну и, конечно, старшие воспитатели, которые осуществляют непрерывное методическое сопровождение и являются координаторами инновационной деятельности. Такое глубокое погружение в практику позволяет накопить и переработать много полезной и важной информации, помогающей более профессионально осуществлять образовательный процесс. На тереминутках мы обсуждаем те практические моменты, которые имели место быть в течение недели. Поскольку одной из основных концепций программы «Теремок» является мотивирующая предметная среда, мы решили коллективно обсуждать практический результат, который воспитатели получили при внесении какого-либо предмета в развивающую предметно-пространственную среду. Вернемся к презентации. Пока загружается презентация, я продолжу.
В группе раннего возраста создается мотивирующая образовательная среда, которая представляет следующую систему условий для развития детей. Это условия пространственно-временные, условия социальной активности, то есть разные формы сотрудничества и общения в отношении всех участников образовательных отношений, включая родителей. Условия детской активности, которые включают в себя доступность и разнообразие среды. На слайде вы видите табличку, заполняемую в процессе проведения телеминуток. Мнения участников рабочей группы сошлись в том, что очень важно зафиксировать, как тот или иной предмет начинал работать в этой среде. Как дети первоначально манипулировали с этим предметом. Какая совместная деятельность помогла воспитателям замотивировать детей на результативное взаимодействие с предметом и друг с другом. Что дети научились делать с этим предметом, насколько он был им интересен. И сегодня мне бы хотелось показать накопленный нами опыт на примере некоторых самых простых предметов, внесенных в предметную среду. Какие практические материалы нам удалось наработать. Итак, мы видим на слайде бусы. Самые простые бусы, склеенные ниточки. Рассыпаться они не могут, и детям сложно их порвать, поэтому они безопасны. Появились бусы на кукле Кати и очень заинтересовали детей. Хранятся бусы в отдельной коробочке. Детей бусы привлекли своей яркостью. Они приятные на ощупь. Дети стали их перебирать, катать в руках, надевать на шею, любоваться, засыпать в различные емкости, стаканчики. Детям понравилось, как они звучат, когда соприкасаются с какой-нибудь другой поверхностью. Они начинали переливать их из стаканчика в стаканчик. Сначала совместно с воспитателями детки строили различные дорожки, ручейки, ленточки, то есть выкладывали прямые линии. Это дети делали с большим удовольствием. Дети затруднялись соединить в кольцо сначала, закрутить в улитку. В основном всю работу за детей выполнял воспитатель, а дети подавали свои бусы, чтобы он что-нибудь сделал. Самостоятельно они выкладывали прямые линии и пересыпали бусы. Использовали бусы как наряды для себя и своих любимых кукол. Практический отзыв педагогов об этом материале был такой. Бусы в возрасте 2-3 лет полезны для развития мелкой моторики, успокоения, но выкладывать из них разные предметы дети пока затрудняются, поэтому необходима поддержка воспитателей. Сейчас включу небольшое видео, и посмотрите, как детки манипулируют с бусами. Конечно, больше заинтересовали бусы девчонок, но и мальчишки тоже не оставались в стороне. Итак, следующий предмет, внесенный в предметную среду – кукла-пеленашка. Каждому родителю было предложено сделать куклу-пеленашку для своего ребенка. В социальной сети ВКонтакте был выложен мастер-класс по изготовлению данной куклы. Хранятся куколки в отдельной полочке, в коробке. Когда в определенный вечер появились куклы, дети начали искать каждый свою куклу и показывать друг другу. Они с любопытством рассматривали чужих кукол и показывали своих. Все это происходило шумно и эмоционально. Некоторые дети могли показать, что можно сделать куклой, как действовать. Куклу качали, пели песни, целовали не только девочки, но и мальчики. Детям близка кукла, и она еще и сделана их мамами. Они с удовольствием каждый раз напоминали и говорили об этом друг другу. Дети быстро запоминали небольшие песенки, постоянно им пели. Некоторые допевали, но все принимали участие в игре с куклой. Сначала плохо получалось держать куклу. Ее держали за голову, вверх ногами, лицом вниз. Но постепенно дети научились бережно и душевно относиться к кукле. Воспитатели с детьми сначала пели песни, учились жалеть куклу, целовать ее, прижимать к себе. Постепенно, шаг за шагом нашей работы,
Дети с удовольствием и искренней любовью нянчились с куклой. Дети стали проявлять нежность, заботу, ласку не только к кукле, но и друг к другу. Потом дети перестали проявлять интерес к пеленашкам и переключили свое внимание на обычные куклы. Сейчас покажу небольшое видео снова, как дети взаимодействуют с куколками. Баю-баю-баю, куколку качаю, куколка устала, целый день играет. Практический отзыв педагогов был такой. Куклы-пеленашки хорошо используют в период адаптации, когда дети еще очень скучают по маме, а пеленашка восполняет дефицит эмоциональной близости к родному человеку. Внесение в среду тряпичной куклы помогло создать условия для получения детьми начального опыта проживания ценностей и смыслов материнства в игре с традиционной игрушкой. Следующий предмет, о котором бы мне хотелось рассказать, это сороконожка. Тело изготовлено воспитателями из ламинированной цветной бумаги. Башмачки из разного материала. Размещаются на стене в доступном для детей месте. Дети рассматривали сороконожку, трогали руками каждый сапожок. Воспитатели читали с детьми потешки, стихотворения, играли в пальчиковые игры, подвижные игры сороконожка, лепили и рисовали. Тактильная сороконожка очень понравилась детям. Она находится в доступном для детей месте, что способствует их самостоятельному обследованию. Малыши с удовольствием гладят ей сапожки, при этом рассматривая материал, из чего они сделаны. Но больше всего им понравилось гладкое тело сороконожки. Сейчас вы увидите, почему тело понравилось. Смотрите, как они изучают материал, из которого они сделаны. А тело такое гладкое, они даже пытались его лизнуть. Они назвали эту сороконожку бусинка, потому что тело внутри это бусинка. Отзыв педагогов был такой. Сороконожка очень оживила предметную среду. Она полезна тем, что несет в себе большую дидактическую ценность, развивает тактильное, сенсорное восприятие. Ее можно одевать в обувку по сезону, валеночки, резиновые сапожки, сандалики и тем самым развивать у детей еще и сезонные представления. Следующий предмет, с которым мы хотели бы вас познакомить, это разноцветные платочки. Платочки были закуплены на одном из интернет-сайтов 6 цветов, размещены в коробочке, на полочке, в уголке ряжения. Дети рассматривали платочки, сравнивали по цвету с другими детьми, сминали платочки в кулачок, пытались укрывать и заворачивать мелкие игрушки животных. Воспитатель показала, как можно действовать с платочками. Учила складывать их пополам, по диагонали, сминать их. Познакомила детей с пальчиковой игрой «Постираем платочки». Вместе с детьми училась заворачивать маленьких куколок, укрывать их правильно. Для развития речевого дыхания познакомились с дыхательным упражнением «Воды на платочек». Использовали платочки на физкультурных и музыкальных занятиях. Детей очень привлек танец с платочками, где они ими махали, кружились, держали над головой. Ну и традиционно небольшое видео.
Следующий материал, который был внесен в развивающую среду, это простая мамка, которая была принесена из дома родителей. Сначала дети внимательно изучали мамину крупу, аккуратно трогали пальчиком, задавали много вопросов, нюхали, особенно любознательные пробовали на вкус. После обследования новый материал вызвал абсолютно у всех детей желание рисовать. Рисовали с детьми снежный ком, круги, которые очень непросто нарисовать на бумаге. А здесь круги получались у большинства детей. То есть для маленьких деток была создана ситуация успеха. Дети очень сосредоточены, внимательно рисовали на мамку, не произносили ни звука. Насколько необычно и интересно для них была эта деятельность. Затем дети пытались нарисовать то, что они хотели, и радовались, что это очень легко у них получалось. Рисование длится дольше, чем обычно, так как дети не хотят заканчивать эту деятельность. Небольшое видео сейчас включу вам. Мы деток в пространстве насыпали мамную крупу прямо на столы, чтобы они имели больше пространства для того, чтобы реализовать все свое творчество. Самое интересное, что сначала детки рисовали все по отдельности, а потом они всю крупу соединили и стали рисовать один большой рисунок. То есть такая ситуация помогает не только развивать творчество детей, но и взаимодействовать друг с другом. Отзыв воспитателя был такой. Большой интерес у детей вызывает рисование на мамной крупе, даже у тех, кто обычно не проявляет интерес к рисованию. С таким экологичным и доступным материалом можно заниматься и дома с ребенком. Можно легко и быстро менять рисунок. Следующий предмет, который был внесен в развивающую среду, это лист ватмана с силуэтом жирафа, размещенный на фанерном листе и прикрепленный просто к полке. Лист ватмана привлек внимание всех детей, вызвал интерес и удивление. Дети задавали вопрос: кто это? Что мы будем с ним делать? Воспитатель познакомила с большим силуэтным изображением жирафа, у которого дождик смыл все пятнышки. Создала мотивирующую ситуацию, провела пальчиковую гимнастику, в зоопарке мы бродили, включила песенку-гимнастику у жирафа. Воспитатель предложил помочь жирафу вернуть его пятнышки. Дети уже умеют рисовать, сидя за столом, указательным пальцем, ладонью, ставить оттиск поролоном на бумаге. Но в таком большом формате, да еще и стоя, еще не пробовали рисовать. Это их первый личный опыт. Воспитатель предложил ставить пятнышки, используя кулачок, что вызвало у детей радостное настроение. Большое видео снова включу. Посмотрите, как они познакомились с жирафом. Сначала не у всех детей получалось ставить пятнышки, не выходя за пределы заданного контура. Но затем дети стали наглядно видеть, куда нужно ставить пятнышки. Работа заняла немало времени. Но воспитанники не теряли интерес, а наоборот, хотели заполнить абсолютно все пространство. Полученным результатом дети были очень довольны. Все получили положительные эмоции. Осталось много впечатлений от большого рисунка. Практический отзыв воспитателя. Обыденное рисование за столом, конечно, не сравнится с рисованием в свободном движении, да еще на большом формате. Лист ватмана с различными силуэтами пополнит развивающую среду в группе и вызовет у детей желание творчества. Немножко еще хотела остановиться на традиционном материале. Когда внесли в предметную среду шишки, они были собраны и принесены родителями. Дети первоначально пытались их разломить, бросали как шишки, как мячики. Воспитатель использовал рассматривание шишек, включал анализаторы, зрительный, осязательный, обонятельный, слуховой, определяли величину, вес, цвет, запах, смотрели, что у шишечек есть чешуйки,
что она неровная, похожая на шарик или вытянутая. Провели простейшее экспериментирование. Тонет, не тонет, катится, не катится. И организовали массаж частей тела. Ладошек, спинок, ножек, ступней, ног. Шишки превращались в другие предметы. Обернуть в фантик становилась конфетка. Зарезать лоскуток появлялась голова куколки. Шишки вызывают у детей положительные эмоции тем, что им очень нравится тактильное ощущение от разных поверхностей и возможность различных манипуляций с ними. Следующий предмет – это карандаши. Вроде бы простые карандаши. И детки, естественно, сначала пытались с ними просто порисовать, либо называли их цвета. Но воспитатель осуществлял с ними простое экспериментирование. С одного конца карандашик острый, с другого тупой, и рисовать уже не может. Организовали самомассаж ладони. Карандаши – это многофункциональная вещь. Их можно использовать не только для рисования, но и для разнообразных эстетических и оздоровительных целей. Например, для самомассажа ладони. Хотелось бы еще остановиться на том моменте, что в нашем детском саду в инновационной деятельности участвуют и специалисты. И наши специалисты – это музыкальный руководитель и воспитатель по физической культуре, стараются в своей образовательной деятельности использовать народные игрушки и фольклор. Разные действия детки вместе с воспитателями по физической культуре осуществляют с деревянными ложками, развивают координацию движений, внимание, ориентировку в пространстве при выполнении упражнений. Небольшое видео. Вот такие простейшие упражнения, но при знакомстве с народным фольклором. Игра карусель. Также хочется сказать, что дети очень эмоционально реагируют на музыкальное сопровождение при знакомстве с народными игрушками. Сейчас вы увидите. Еще хотелось бы сказать, что много времени воспитатели уделяют играм имитации. Движение – это биологическая потребность растущего организма. И без удовлетворения ее ребенок не может правильно развиваться, расти здоровым. Они способствуют развитию всех систем организма. Улучшается не только здоровье, но и эмоциональная, волевая, познавательная сфера.
свои выступления, мне хотелось бы сделать вывод о том, что любой внесенный предмет, развивающий предметно-пространственную среду, превратится в мотивирующий при создании условий, содержащих разнообразные формы общения и совместной деятельности, которая отвечает интересам самого ребенка, характером его содержания и его активности. Татьяна Валерьяновна, мое выступление закончено. Хорошо, Олеся Бонифатьевна, спасибо вам большое за выступление, за показ, тоже за то, что разрешили посмотреть, как живет ваша группа для самых маленьких. Олеся Бонифатьевна, вот это такое интересное название у вас «Тереминутки». Да. Мы решили такое название ввести, как бы мы организовывать решили такие пятиминуточки, и поскольку это в рамках реализации программы Теремка, мы для себя их назвали «Тереминутки». Вот на этих тереминутках, как я уже говорила, мы вот делимся опытом друг с другом. Кто что такого нового в этой инновационной деятельности увидел и какой опыт получил, чтобы он остался не незамеченным, а был действительно перешел как ценный багаж для остальных участников инновационной деятельности. Ну вот смотрите, вот ваши педагоги, у вас, я понимаю, это хорошая, наоборот, традиция, когда педагоги берут маленьких детей, идут с ними до конца, это замечательно. Но я хотела спросить, вот у вас, получается, на этих тереминутках у вас есть педагоги, которые сейчас работают, которые были уже, да, в прошлом году работали, которые будут работать. Вот вообще с чего весь процесс начался по апробации программы «Теремок» вот у вас в детском саду? С чего он начался? Что вы первым сделали с вашим педагогом? Да, ну, естественно, вначале мы, как обычно, традиционно закупили учебно-методический комплект для того, чтобы самим познакомиться. Ну, естественно, старшие воспитатели, координаторы инновационной деятельности. Мы сначала изучили сами эту образовательную программу, затем воспитатели изучили, мы с ними это все обсудили. И вначале у нас участвовали только 2 воспитателя, те, которые вошли вот именно в прошлом учебном году в инновационную деятельность. И они начали получать вот этот вот практический багаж знаний, умений именно при реализации этой программы. Когда они уже накопили этот багаж, и к концу года мы уже понимали, где-то к серединке года мы стали понимать, что эти педагоги ведь скоро закончат реализацию теремка, они перейдут уже во вторую младшую группу, да, то есть с раннего возраста уже уходят. И поэтому у нас вот возникло такое желание, что надо бы как-то адаптировать, скажем так, и тех воспитателей, которые будут потом реализовывать эту программу. И я вот как старший воспитатель назвала это адаптация воспитателей, потому что воспитатели в детском саду, они ведь тоже проходят определенную адаптацию к условиям, поскольку переходят со старшего дошкольного возраста, где специфика деятельности несколько другая, и когда они погружаются в мир раннего детства, они сначала испытывают некоторый дискомфорт. И вот чтобы этого дискомфорта не было, мы постарались, чтобы наши воспитатели, они уже заранее немножко погружались в мир раннего детства, в мир малышей. И поэтому вот я думаю, что в этом году менее безболезненно, скажем так, и для воспитателя прошел этот этап. Хорошо, но я имела в виду, спасибо большое вам за ответ, я именно имела в виду, с чего началась апробация программы «Теремок». Вот что первое было взято для апробации? Игры, методики, что вот у вас? Вы знаете, вот как-то, чтобы вот сказать, что вот прямо вот что-то конкретно взято, вот так нельзя сказать. Мы как бы вот прямо смотрели, что предлагается в программе, да, какие игры, и уже думали, к какому возрасту, где они больше подойдут. Вот почему мы стали эти тереминутки проводить и стали практически отзыв воспитателей записывать, фиксировать для себя, чтобы уже в дальнейшем воспитатели знали, с чего им начинать, какие предметы в предметную среду действительно нужно нести сейчас, с какими можно повременить, чтобы адаптация деток вот проходила более комфортно, чтобы и воспитателям было комфортно вот при взаимодействии с детками и средой, и деткам тоже. Хорошо. Олеся Бонифатьевна, еще скажите, вот у вас детей много, это видно даже по роликам, детей, да, много. Кто помогает воспитателю в работе? А вот вы видите, здесь вот у нас вот даже на кадре остановился кадр, да, у нас вот Ольга Васильевна специалист, она очень часто приходит к малышам, когда есть свободная минутка. Ольга Николаевна, всех наших специалистов вы знаете, у нас очень активный коллектив. В физической культуре, когда может приходит, я прихожу туда в группу, помогаю девочкам, младшие воспитатели, естественно, всегда на помощи. Вот. Ну и вот воспитатели, которые, здесь вы видите, еще на кадре у нас Елена Ивановна тоже попала, она в прошлом году реализовывала теремок, и она как тоже вот как скажем, наставник,
который в прошлом году прошел уже этот путь, она очень часто тоже бывает в этой группе. То есть всем коллективом мы стараемся, у нас и младший персонал, бывает, и рядом находится и прачечная, у нас и прачечная приходит работник, помогает в таких вот режимных моментах, потому что вот стыдно, конечно, сказать, но на сегодняшний день 32 человека списочный состав группы. Ну, я говорю, детей много, поэтому и спрашиваю, да. Поэтому и еще понятно, то есть как бы есть кому помогать, и, ну, может быть, рассмотреть потом возможность там присутствия 2 педагогов, ну, потом порешается. Конечно, вы были только рады. Олеся Бонифатьевна, хочу еще, знаете, что уточнить у вас. Вот смотрите, вы занимаетесь инновационной деятельностью. Вот скажите, пожалуйста, какие плюсы, какие минусы для педагогического коллектива занятия этой деятельностью? Ну, вообще любая инновационная деятельность, она, конечно, очень положительный эффект оказывает, потому что она подстегивает педагога к профессиональному развитию. Это, конечно, во-первых. Во-вторых, значит, любая новая какая-то программа, она всегда создает такие условия, чтобы воспитатель обновлял развивающую среду. А это тоже большой плюс, поскольку вот эта вот динамика, она очень важна, сменяемость вот среды, наполняемость, вот эти вот какие-то новинки, они всегда в положительную сторону влияют. Но если говорить об отрицательных моментах, я, конечно, тоже не могу не упомянуть, это же, конечно, очень большое финансирование должно быть, потому что все, наверное, со мной согласятся, участники этого фестиваля, что даже только один учебно-методический комплект в программе, он достаточно дорого стоит, да, и поэтому вот это, конечно, большой минус. А так мы всегда рады инновационной деятельности. Единственное, конечно, в нашем детском саду, может быть, не все условия, потому что детский сад очень маленький, и в некоторых группах у нас в детском саду даже нет спален, но мы всегда рады инновационному процессу. Хорошо, спасибо. Ну и последний вопрос тоже, поскольку ваш детский сад работает по программе «Радуга», да, и, соответственно, те, кто воспитатели, они, получается, с групп раннего возраста, вроде как после апробации программы «Теремок», они поднимаются снова на программу «Радуга». Вот какие-то для себя вот единые линии вы высветили, или это абсолютно 2 разные программы? Нет, эта программа, они очень перекликаются. Почему мы действительно решили вот взять себе в оборот, скажем так, программу «Теремок», потому что они, эти 2 программы, у них примерно одно направление. Это свобода выбора детей, значит, мотивирующая среда. Значит, в программе «Радуга» и в программе «Теремок» очень много вот этих вот моментов, которые перекликаются. Поэтому переход из программы «Теремок» в программу «Радуга», когда детки переходят из первой младшей группы во вторую, он вообще безболезненный и очень благоприятный. В прошлом году мы это увидели. Хорошо. Хорошо, Олеся Бонифатьевна, спасибо вам огромное за конструктивный диалог такой. Спасибо за трансляцию опыта вашего. Я думаю, у меня еще было одно такое небольшое видео, если можно, я его включу. Конечно. Это немножко такое, знаете, в развлекательной форме, в формате. Я хотела бы сказать, что у нас есть такие тоже небольшие как бы какие-то традиции, да, в детском саду. И на Новый год у нас для родителей был организован видеоквест. Это было, значит, на официальном сайте размещались видеоролики, и детки нашего детского сада, абсолютно все группы, каждая группа задавали какое-то слово, слово-загадку, новогоднее слово. Новый год, конечно, уже прошел, он далеко, но все-таки мне бы хотелось показать. И наши теремковцы, они тоже не остались в стороне, и для своих родителей тоже загадали слово. И вот я хотела бы это слово вам всем, слушателям онлайн-фестиваля, загадать, и чтобы вы это слово попытались в чате отгадать. Хорошо. Давайте. Как звонко на скаку бубенчики звенят, по свежему снежку вдаль белую манят. Люблю трезвону в такт, поводьями крутить, как здорово вот так на легких саночках катить. Бубенцы, бубенцы радостно галдят, саночки летят. Кто догадался, что это за слово, прошу написать в чате. Весело все вместе мы встретим Новый год.
однажды я подружку на санях, и выпал за ней, сугроб свалился с ней, упавший хохоча, в объятия мои. Она в сугробе сгоряча призналась мне в любви. Бубенцы, радостно галдят, звон идет во все концы, салочки летят. Новый год, гости к нам идет. Весело все вместе мы встретим Новый год. Послушайте меня, пока лежит снежок для девушки коня. Прикиньте в свой вазон, и на сон скаку, устройте легкий край, пока она бежит в снегу, судьба у вас в руках. Бубенцы, радостно галдят, звон идет во все концы, салочки летят. Новый год, гости к нам идет. Весело все вместе мы встретим Новый год. Весело все вместе мы встретим Новый год. Я не знаю этого слова. Сейчас подождем, может быть, коллеги как-то какие-то свои варианты. Пока я в эфире, хотела бы попользоваться случаем и поздравить всех жителей Республики Коми с этим прекрасным годом, с наступающим 100-летием нашей республики. Такой прекрасный юбилей, такая прекрасная республика. И мы сейчас все на онлайн-фестивале увидели, какие прекрасные у нас есть и замечательные инновационные площадки, как они стараются для ранников. Это же просто очень ценный, незабываемый опыт. Соглашусь с вами абсолютно. Наши инновационные площадки, кто работает в инновационном режиме, постоянном, причем они действительно интересные, уникальные. Поэтому, Олеся Бонифатьевна, спасибо вам большое. Мы желаем вашему коллективу, ну, я бы так сказала, такого мощного движения вперед. Вот прям серьезного, мощного, такого рывка, чтобы вы у нас открытием 2021 года стали. Хорошо? Спасибо огромное, Олеся Бонифатьевна. Ну вот посмотрите, Олеся Бонифатьевна, здесь как бы предлагаются уже варианты этого слова. Возможно, оно и правильно. Напишите, пожалуйста, потом, как это все у нас, правильно ли мы дали ответ. Вот салют и так далее, и так далее. Поэтому сейчас вместе с Олесей Бонифатьевной мы передаем слово в наш следующий детский сад. Он находится всего в 2 кварталах от детского сада номер 29, территориально по городу Сыктывкару, но все равно мы работаем в формате онлайн, поэтому сейчас мы приглашаем к профессиональному разговору детский сад номер 43 города Сыктывкара Инну Александровну Братову, старшего воспитателя. Я думаю, что она будет презентовать опыт, поэтому, пожалуйста, коллеги, кто из 43-го детского сада, Инна Александровна или кто, да, пожалуйста, выйдите в эфир. Инна Александровна, да, Добрый здравствуйте. день, уважаемые коллеги, сейчас найду презентацию. Не торопитесь. Главное, что вас хорошо видно, вас хорошо слышно. Это самое главное. Инна Александровна пока у нас находит презентацию, я немножко скажу об этом детском саде номер 43. У нас и 29-й детский сад, и 43-й детский сад, они в свое время у нас были победителями республиканского конкурса «Лучший детский сад года». В разных лет это было, и в этих детских садах тоже в разное время у нас работали педагоги, которые становились абсолютными победителями республиканского конкурса «Воспитатель года». Это и Ольга Васильевна Селиванова, которую вы видели в предыдущем ролике, музыкальный руководитель, ну и в 43-м детском саду работала Елена Евгеньевна Карагулина, тоже абсолютный победитель республиканского конкурса, дважды даже абсолютный победитель. И я думаю, что Инна Александровна, вот вращаясь в такой хорошей профессиональной ауре, да, победителя, и в детском саду победить, который является победителем, я думаю, что вы сейчас нам представите опыт, как идет у вас апробация программы «Теремок». И в прошлом году, или в каком 2019 году, с Ириной Александровной Лыковой мы как раз были именно у вас в гостях. Поэтому рассказывайте, передаю вам с удовольствием слово, Инна Александровна. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень рады приветствовать вас на фестивале, в котором мы принимаем участие. И сегодня мы хотим представить вам опыт работы наших педагогов по развитию сенсорного восприятия детей раннего возраста. С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание.
Чтобы развитие сенсорного восприятия происходило полноценно, необходима тренировка органов чувств. В связи с этим наши педагоги... Спасибо. В связи с этим наши педагоги предоставляют малышам как можно больше разнообразных сенсорных впечатлений, а также обучают их обследовательским действиям, осматриванию, выслушиванию, ощупыванию, опробованию. И это тот необходимый фундамент, на котором на следующих этапах обучения становится возможным систематизация накопленных опыта и знаний, их осознание, расширение, а также использование в разнообразных ситуациях. Наши педагоги помогают малышам увидеть красоту и многообразие окружающего мира, а также воспринимать сенсорные впечатления более осознанно, запоминать, дифференцировать и применять свойства предметов и явлений в различных ситуациях. Все используемые методы обучения носят игровой и наглядно действенный характер. Наши малыши очень любят экспериментировать. Экспериментирование с объектами происходит при помощи элементарных действий: рассматривания, разглядывания, разбирания и испытания на прочность. Детки, экспериментируя, познают, познавая, удивляются, удивляясь, задаются вопросами и снова начинают познавать. Широкие возможности для экспериментирования, активизации и развития сенсорного восприятия и творческой активности малышей воспитатели нашли в арт-методике альтернативное рисование тканью с использованием конструктора шифоновая радуга. Данная методика в очень доступной и необычной форме помогает расширять сенсорный опыт малышам. Сенсорные свойства используемых материалов создают ощущение безопасности. Легкий, мягкий, прозрачный материал конструктора дает приятные тактильные ощущения. Поэтому наши теремошки очень любят играть с шифоновой радугой. Используя конструктор, малыши учатся различным способам коммуникации. Так, совместно с воспитателем деятельности появляется и развивается ситуация делового общения. В соединении с музыкальным сопровождением игры с полотнами конструктора, в которых принимают участие дети и обязательно несколько взрослых, дают малышам опыт эмоциональных переживаний, учат согласовывать свои действия с действиями других участников игры, вносят атмосферу сотрудничества и даже атмосферу сотворчества. Для реализации арт-методики альтернативное рисование с использованием конструктора шифоновая радуга в группе у нас имеются полотна основы, несколько однотонных полотен разного размера для индивидуального подгруппового рисования, наборы платочков из шифоновой ткани из 5 цветов, 2 шифоновых больших полотна. Полотна предназначены для коллективного рисования, использования на 3-м этапе, и для их шифоновые прятки. Базовый комплект конструктора у нас постоянно совершенствуется. Воспитатели его дополняют разноцветными ленточками, картонными, тканевыми и фетровыми деталями, которые несут функцию маркеров на первоначальных этапах. Они показывают место, отправную точку для начала рисунка, а впоследствии, когда дети осваивают свойства и этих маркеров, эти детали становятся частью самого рисунка и элементами декора. Весь материал хранится в прозрачных коробочках, доступном для детей месте. Освоение конструктора шифоновая радуга нашими педагогами было разделено на 3 этапа. Первый этап состоит из 3 частей. Первая часть – рисование манипуляция. Это повторение действий взрослого с использованием речевого или музыкального сопровождения. В ходе освоения содержания данной части этапа малыши выполняют различные упражнения под потешки и подпевки. Например, «Солнышко-ведрышко». Где же наши детки? Это детки учатся, играют в прятки и познают свойства материала как прозрачность. Наши ножки по дорожке. Детки учатся выкладывать дорожки из одноцветных платочков. Таким образом знакомятся со свойством цвет. Как над городом снежок, подбрасывают платочки и тем самым познают легкость данного материала. Следующая часть первого этапа – это рисование имитации при участии взрослого. Это имитирование образов, создание двигательного образа с использованием ткани. Здесь тоже проводятся управления с использованием фольклора. Третья часть данного этапа – это свободная манипуляция кусочками ткани, повторение закрепления полученного на данном этапе опыта в самостоятельной деятельности. На первом этапе дети знакомятся со свойствами деталей конструктора – цвет, прозрачность, вес, пластичность и многими другими свойствами. При знакомстве со свойствами материалов педагоги используют материнский фольклор – потешки, пестушки, попевочки.
Малые фольклорные формы являются чувственной опорой мыслительных процессов и служат основой познавательной речевой деятельности. Для организации занятий с конструктором отбор фольклорного материала осуществляется в соответствии с темами недели. В связи с этим фольклорный материал становится средством развития слухового восприятия и художественного отражения действительности. Второй этап состоит из двух частей. Первая часть – это совместное рисование со взрослым по образцу его действий. Это выкладывание платочка в соответствии с образцом действия взрослого человека, сопровождаемое речью. Вторая часть – это свободная манипуляция кусочками ткани, повторение, закрепление полученного на данном этапе опыта. На данном этапе происходит знакомство со способами складывания, сворачивания, скручивания и иных действий с платочками. Третий этап включает в себя три части. Первая часть – это совместное рисование со взрослым по образцу. Это выкладывание ткани в соответствии с изображением, образцом по инструкции взрослого. Закрепление простых техник складывания. Вторая часть – это уже групповое рисование совместно со взрослым. Это составление картин группой детей под руководством взрослого, самостоятельное использование простых техник складывания материала. Третья часть – самостоятельное свободное рисование. Как непосредственно тканями конструктора, так и дополнительными материалами. Использование полученного опыта в освоении техник складывания, скручивания материала. Наши малыши сейчас находятся в самой первой части освоения третьего этапа. В ходе применения шифоновой радуги мы видим, что наши малыши играют, действуют, расширяют свой сенсорный опыт, творят, получают красочные, привлекательные образы, вне зависимости от имеющихся у них навыков изобразительной деятельности. Дарят педагогам и себе свои неподдельные, непосредственные эмоции. Шифоновая радуга используется нашими педагогами как элемент игры в ходе организации режимных моментов. Также используется как самостоятельное занятие, либо используется как часть итогового развлекательного мероприятия. И сейчас мы хотим предложить вашему вниманию ролик итогового развлечения с элементами продуктивной деятельности. Ролик называется «День рождения куклы Оли». Ролик был снят по итогам изучения темы недели «Дружба». Чем-то помочь вам? Нет, спасибо. Помочь?
красивый и такой большой, что его просто не унесешь. А у меня, ребят, для вас тоже есть сюрприз. Посмотрите, как много на платье у меня таких ярких, разноцветных платочков. Берите любой, выбирайте. Оля, ребята, у вас есть маленькие красивые платочки, яркие, разноцветные, а у меня есть и музыка. Так давайте же плясать с нашими платочками. Ко мне пойдет кружочек, и платочками помашет, и так весело попляшет. Вот так вот платок какой, покружись над головой. Вот так вот платок какой, покружись над головой. Сядь тихо, прислушайся, спрячься за свой платок. А потом всех ребяток мы найдем. Спрятались, Галечка, Галечка. Вот так Похожи на цветочки наши яркие платочки. Похлопайте платочки, и ребятки наши тоже на цветочки все похожи. Покружимся! Вот так вот платок какой, покружись над головой. Вот так вот платок какой, покружись над головой. Ребята, у вас много маленьких платков, а у меня один большой. Посмотрите, какой. Посмотрите, будем прятаться под большим платочком. Поднимаются, детки забираются, всех укрывают, волшебство начинается, платок опускается, чудо начинается, раз, два, три, четыре, пять, зайчики идут плясать. Ой, это зайчики! Платок поднимается, детки забираются, всех укрывают, волшебство начинают. Платок опускается, чудо начинается, раз, два, три, четыре, пять, мишки идут плясать. Мишка с собакой по лесу идет, шишки собирает и за мной пойдет. Шишка отскочила прямо Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногой его.
окно поставили, остывать оставили. Угощать своими красивыми и вкусными угощениями. Спасибо большое, ребята. Вы такие молодцы, такие кулинары. Какая красота. А теперь пойдемте пить чай в группу. Большой и красивый подарок Олечке тоже принесем, хорошо? Пойдемте будем пить чай. Такой вот ролик мы решили вам показать. Это у нас результат, пусть небольшой, нашей работы с нашими теремочками. На этом наше выступление заканчиваем. Благодарим вас всех. Большое, Инна Александровна, такой эмоциональный, хороший, вы нам такой задел дали, да, музыка очень приятная, приятные там, фотографии, ой, прошу прощения, не фотографии, а приятные такие видеозарисовочки они были. Спасибо вам большое. Инна Александровна, можно немножко задать вам уточняющих вопросов? Можно, да? Да, я тоже думаю, что, возможно, коллеги тоже, может быть, подключатся. Инна Александровна, скажите, пожалуйста, вернее, прокомментируйте, пожалуйста, почему так много взрослых вместе с маленьким количеством маленькое детей? Количество детей обусловлено именно морозами февральскими, потому что это была последняя февральская неделя, а взрослых на таких мероприятиях у нас на самом деле много, потому что взрослый – это тоже познание, это тоже социализация, и у нас просто девиз такой: для малышей много, взрослых не бывает. Вот. И поэтому у нас с этими малышами работают два воспитателя, младший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Иногда выходит наш инструктор по физической культуре, чтобы поиграть, тоже поучаствовать в развлечениях. Иногда выходит хореограф. В основном вот в таком составе. Хорошо, скажите, пожалуйста, как часто, или это просто первый опыт у вас вот проведения таких, ну, я не знаю даже, как это назвать, развлечения музыкальное, ну, пусть будет праздник куклы именно для детей вот этого возраста? Как это часто они практически проводятся? получается завершение вот такими вот роликами, может быть, менее насыщенными, может быть, более насыщенными, такими вот мероприятиями, маленькими развлечениями с продуктивной деятельностью. Заканчивается практически каждая тематическая неделя. Здесь детки как бы обобщают, нет, детки, больше, наверное, все-таки для взрослых, они обобщают то, чему научились, чего изучили, чего познали в процессе вот этой тематической недели. То есть тот принцип комплексно-тематического планирования, который ваш детский сад практикует, он спускается и на группу раннего возраста, да? И сколько там примерно длится проживание детьми вот этой темы? Зачастую, примерно зачастую это неделя, зачастую. Но есть такие, в основном это нравственные темы, вот доброта, дружба, они длятся чуть подольше, то есть 2 недели, больше не длятся. Инна Александровна, здесь небольшие, пожалуйста, уточнения. Программа «Теремок» вообще рекомендует вот принцип тематизма в работе с детьми раннего возраста? Мы отошли и мы пошли по принципу тематизма, потому что на данный момент он нам немножечко привычен, и, естественно, возможно, будем отходить от этого дела. Мы взяли за основу пока взяли рекомендованное планирование по познавательному развитию, которое рекомендовано программой «Теремок».
Хорошо. Ну, да, тут есть вопросы, возможно, за рамками, да, обсуждения и всего остального, связанные именно с тематическим принципом построения образовательного процесса, не только применительно к детям раннего возраста, но и вообще. Это как бы отдельная такая, может быть, дискуссия даже. Скажите, пожалуйста, вот у нас многие детские сады, которые апробировали программу «Теремок», они брали эту методику, арт-методика «Шифоновая радуга», да? Они брали ее, естественно, тоже какой-то опыт у них есть. Мне бы хотелось спросить, уточнить у вас. Вот вы эту методику освоили. Ну, то есть, если вы уже презентуете, значит, вы уже понимаете, что вы этот путь прошли, чем-то он у вас завершился. Дети, они как бы конструируют, рисуют из ткани, или тканью рисуют. Что дальше? Вот над чем задумались дальше? Над чем будет работать большая такая команда педагогов? Вот именно в апробации программы Ну, мы пока, вообще, в принципе, мы задумываемся, каким образом нам завершать третий этап освоения данной методики, то есть конструировать мы научились. Самостоятельное рисование у нас еще впереди, самостоятельно, как сюжетное рисование такое глобальное, вот пока над этим задумываемся. Вот. А потом ведь методика шифоновая радуга, она же предполагает не только рисование именно вот квадратиками, именно лоскутками, там же можно ее расширить, и она может пойти уже в дошкольное детство, эта методика, и уже как самостоятельное рисование, и можно даже конкурсы какие-то устраивать. То есть мы хотим, чтобы эта методика, она работала и дальше. Вот. Да, я поняла, то, что методика, она двигалась вместе с детьми, там по возрастам, а именно применительно к раннему возрасту. Над чем вот задумались, что вам интересно, и вы бы хотели попробовать именно в группах раннего возраста? Мы хотели бы расширить именно экспериментальную деятельность в плане использования различных материалов, потому что мы начинали экспериментировать пеной, пузырями, вот, но у нас как-то это вот ушло в сторону освоения именно арт-методики альтернативное рисование, поэтому нам хочется, наверное, все-таки экспериментирование развивать, потому что экспериментирование, чувственный опыт, он как раз-таки это старт будущей успешности, что ли, ребенка, его широкий чувственный опыт. Хорошо, но если вы займетесь экспериментированием, да, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что что-то надо, и не что-то, а много надо будет давать в свободный доступ для детей, да, потому что экспериментирование, если мы о природе экспериментирования говорим, это же самостоятельные детские открытия, самостоятельные, не те, которые заранее запланировал взрослый. Вот как бы вот эти вещи, они очень интересные, поэтому мы желаем вам успехов, если вы в направлении детского экспериментирования будете двигаться, и, соответственно, естественно, будем ждать новых каких-то интересных от вас видеосюжетов, зарисовок, и в том числе, Инна Александровна, над нашей гостью. Спасибо, конечно. Ну все, всего доброго. Спасибо вам большое, Инна Александровна, спасибо. До свидания. Можно отключаться. Да, можно отключаться, переключаться. Мы благодарим 43-й детский сад. Видите, где 29-й детский сад, специалистов вроде тоже есть, но не так часто, не так много. Да? Здесь концепция была другая, что много взрослых не бывает, поэтому все они могут быть с детьми. У каждого детского сада есть свои какие-то интересные находки, интересные даже идеи, которые могут быть развиты, в принципе, в любом детском саду. Поэтому здесь фестиваль – это фестиваль всегда идей. Но кроме идей у нас, поскольку инновационные площадки, кроме идей, еще какой-то опыт, который уже прожит и который целостно можно рекомендовать. Поэтому даже вот день рождения куклы Оли, уже кто-то, если кому-то это созвучно оказалось, уже в принципе вы даже содержательно можете очень хорошо выстроить на основе примера наших коллег, то есть как строить этот сценарный ход. И немножко познакомились с арт-методикой «Шифоновая радуга». Это авторская методика Ирины Александровны Лыковой непосредственно. Поэтому вот те, кто не связан с Теремком, заодно и как бы узнали об этих вещах. Ну и пока, коллег, я смотрела, я, знаете, о чем подумала, дорогие наши инновационные площадки. Вы можете тоже как-то подумать, поразмышлять, прошу прощения, над тем, кто из вас на сегодняшний день готов нас всех пригласить к себе в гости, я имею в виду в детский сад, виртуально, конечно, да, реально пока это невозможно сделать, и как бы предложить нам разные интересные практики,
из вашего опыта работы и развернуть очень такое широкое обсуждение этих практик именно со стороны всех 14 наших площадок. Это первый вопрос. Если кто готов, просто напишите, и мы, соответственно, дальше будем думать, потому что фестиваль фестивалем, но необходимо дальше как-то разворачивать иные форматы общения между инновационными площадками. Это первый момент. Вот. И второй момент, дорогие руководители инновационных площадок, тоже в чате подумайте или потом мне напишите, какие проблемы можно вскрыть, и, соответственно, собираемся своим сообществом и решаем, думаем, как это можно сделать, интересные какие-то варианты найдем. Я почему об этом заговорила, потому что вот второй день я наблюдаю за вами, да, и, конечно, ну, я очень корректно попытаюсь это до вас донести, до всех, но я попытаюсь все-таки это сделать, потому что вы политику нашего института прекрасно знаете, что мы всегда открыто говорим об определенных дефицитах, которые есть на сегодняшний день. Поэтому здесь мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на свое взаимодействие с детьми. Именно взрослые и дети, и с позиции, может быть, чего-то устаревшего, то, что на сегодняшний день уже, ну, наверное, не практикуется, а тем более не транслируется, да? Поэтому я это обращаюсь не к каким-то конкретным детским садам, я обращаюсь ко всем. Просто посмотрите на взаимодействие педагогов и детей в рамках любой деятельности именно с современных позиций. Хорошо? Вот это такое у меня будет к вам пожелание. И если это является дефицитом для инновационных площадок, для любых, не только по раннему возрасту, давайте соберемся и будем уже смотреть, что есть взаимодействие. У вас же там очень хорошо в теремке написано, вот содействие и так далее, и так далее. Поэтому посмотрите. Ну а сейчас мы передаем эстафету в наши абсолютно новые площадки, которые подключились у нас буквально только с этого года. Ну, с этого я имею в виду учебного года, то есть с июля 2020 года. Мы передаем эстафету в прекрасный город Воркута, где мы были уже вчера. Это для всех тех, кто у нас из-за пределов Республики Коми, кто сейчас наблюдает за нашим фестивалем. Это наше Заполярье, это самый-самый крайний север, который всегда очень рад гостям, виртуально ли, реально ли. Поэтому мы, конечно, с большим удовольствием хотим погрузиться в атмосферу ваших детских садов, дорогие коллеги. И сейчас эстафету перенимает у нас 21-й детский сад. Поэтому, Галина Сергеевна, если вы нас слышите, видите, пожалуйста, выйдите на связь, чтобы мы могли посмотреть, да, что все в порядке технически. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Добрый день. Ну, немножечко буквально я вас представлю, потом с удовольствием передам вам слово. Можно пока презентацию свою загружать. Уважаемые коллеги, этот детский сад для нас, для профессионального сообщества, известен тем, вот в последний год, известен тем, что у них создана очень интересная форма взаимодействия с родителями детей младенческого, ну, до года, я бы так сказала, называется «Умка плюс», очень такой интересный муниципальный проект, поэтому мы этот детский сад знаем с этой стороны. А сейчас Галина Сергеевна, как старший воспитатель, как руководитель творческой группы, я думаю, что, возможно, нам расскажет о чем-то другом в рамках инновационной деятельности. Поэтому, Галина Сергеевна, мы вас приветствуем и, соответственно, передаем с удовольствием вам слово. Вы у нас уже выступали, так что я думаю, что все сложится. Давайте все. В 2019 году по итогам ежегодного форума «Надежной школе надежного учителя» педагогическим сообществом города Воркуты была поддержана идея специалистов Воркутинского дома учителя о создании адаптационного центра для матерей и детей от 6 месяцев на базе нашего дошкольного учреждения в рамках решения актуальных задач национального проекта образования, достижения целевых показателей проекта, поддержка семей, имеющих детей, и удовлетворение запроса населения на современные образовательные программы для детей самого раннего младенческого возраста. Также адаптационный центр проектировался с учетом актуальной потребности в совершенствовании практических навыков воркутинских педагогов в работе с детьми младенческого возраста в образовательной организации. При подготовке к запуску центра и решении вопросов его программного обеспечения с учетом возрастной специфики будущих воспитанников наш выбор пал на уникальную программу дошкольного образования «Теремок», разработанную коллективом-автором под руководством Ирины Александровны Лыковой. Программа отличается от других четкой структурой основных разделов,
инновационным учебно-методическим комплектом и организованной системой повышения квалификации педагогических кадров. Особенно нас привлекло, что данная программа ориентирована на создание в образовательной организации оптимальных условий для амплификации психофизического и социокультурного развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. Вместе с тем авторы программы «Теремок» предлагают педагогу профессиональные инструменты, вариативную модель образовательной среды по вектору амплификации развития ребенка, технологию проектирования образовательной деятельности, технологию интегрированного планирования образовательной деятельности, модели развития взаимоотношений педагога с детьми и технологию выявления и поддержки индивидуальности ребенка. В ноябре 2019 года инициативно-творческая группа педагогов нашего учреждения прошла курс повышения квалификации по теме организации воспитания и развития детей раннего возраста в образовательной среде на основе инновационной программы «Теремок». Авторский курс научного руководителя программы, доктора педагогических наук Ирины Александровны Лыковой. В рамках реализации проекта по открытию адаптационного центра специалистами Воркутинского дома учителя и творческой группой нашего учреждения был проведен ряд организационно-педагогических и методических мероприятий, способствующих развитию уровня компетенций и погружению в реализацию программы. В феврале 2020 года адаптационный центр «Умка-0+» для матерей и детей от 6 месяцев был открыт, и начался процесс проведения запланированных занятий, содержание которых разрабатывалось с учетом образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет. Одним из приоритетных направлений реализации плана работы центра являются арт-методики образовательной программы «Теремок», так как в творчестве заложен мощнейший развивающий эффект. Включение ребенка в творческий процесс в младенческом и раннем возрасте способствует развитию фантазии, образного мышления и мелкой моторики, воспитывает художественный вкус и чувство цвета, обогащает внутренний мир и помогает раскрыть таланты, заложенные природой. На наших занятиях с малышами мы используем разнообразные материалы для творческого и сенсорного развития малышей: кинетический песок, плавающий пластилин, гуашь, различные виды круг и многое другое. В процессе работы с применением арт-методик мы создаем атмосферу, благоприятную для стимуляции эмоциональной отзывчивости ребенка. В процессе первых шагов по апробации арт-методик учебно-методического комплекса «Теремок» на занятиях адаптационного центра были отмечены очевидные эффекты от их применения в организации детско-родительского сотворчества. Активное включение родителей в совместно-познавательную и продуктивную деятельность на основе использования изобразительных и природных материалов, постепенное овладение приемами творческой игры и радость совместных удивлений и открытий. Все это сложно переоценить с точки зрения психологического благополучия малыша, реализации потребностей ребенка в таком деятельном и эмоциональном насыщенном единении с близким взрослым, развитие педагогического потенциала семьи и подготовки ребенка к вхождению в социокультурную и образовательную среду. Включение педагогов в работу центра, активизация их неподдельного интереса к дальнейшему освоению и применению в практике работы с детьми младенческого и раннего возраста методических приемов от авторов программы «Теремок» явились мощным стимулом для освоения и осмысления программного содержания и методического комплекта. Так в нашем учреждении сформировалась группа единомышленников, теремковцев, и продуманы были приоритетные направления инновационной работы на перспективу. Это необходимость переоборудования развивающих предметы пространственной среды, смена педагогических подходов, перенастройка их на максимальную поддержку детской инициативы и живой игровой деятельности, как авторской, так и в творческих союзах. Практическое освоение педагогами новых технологий развития детей раннего возраста, программно-методическое обеспечение образовательного процесса. И, конечно, закономерным стал интерес нашего коллектива к включению в инновационную деятельность в проблемное поле раннего и самого раннего возраста. В сентябре 2020 года нашему учреждению был присвоен статус сетевой инновационной площадки, вариативной модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста, руководителем которой является доктор педагогических наук, заместитель директора по инновационной деятельности Ирина Александровна Лыкова. На новом этапе жизни учреждения, на подготовительном уровне, была проделана серьезная работа.
Мы изучали, анализировали и обсуждали актуальные проблемы организации образовательной деятельности в раннем детстве, а также проблемы снижения адаптационных рисков и поиска наилучших путей достижения доверительных отношений с семьями воспитанников. Провели самооценку качества услуг по присмотру, уходу и образованию детей младенческого и раннего возраста в нашем учреждении и постарались четко определить перечень профессиональных дефицитов с целью их преодоления. Приступили к освоению материалов программно-методического комплекса образовательной программы «Теремок». Провели анкетирование педагогов с целью выявления их творческого потенциала и готовности к инновационной деятельности и переосмыслили организацию методического сопровождения деятельности педагогов. Провели анализ и оценку качества наполнения организации, развивающей предметы пространственной среды в группах раннего возраста. В течение 5,5 месяцев в ходе основного этапа работы реализовали методические мероприятия. В целях повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми младенческого и раннего возраста, провели круглый стол «Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста». Воспитатели обсудили эффективные формы взаимодействия взрослого и ребенка в образовательной среде, основные причины дезадаптации, способы ее предупреждения и формы работы с семьями для поддержки в период адаптации. Познакомились с актуальными подходами коллег по инновационной деятельности к жизни малыша в детском саду, к организации и проведению образовательной и игровой деятельности. Сделали важные шаги в обновлении развивающей предмета пространственной среды для детей раннего возраста. Это пополнение пространственной среды группы играми, атрибутами, пособиями для ролевых игр, театрализованной, художественной, продуктивной, конструктивной и двигательной деятельности. В основном весь игровой материал изготовлен руками педагогов и отличается полифункциональностью. В настоящий момент продолжается творческая работа по обновлению содержания образовательной программы «Теремок» в нашем учреждении с учетом материалов комплексной программы. И постепенно от теории педагоги переходят к практике, внедряя методические приемы, как в работе с детьми младенческого возраста, так и с воспитанниками в возрасте до 3 лет. На сегодняшний день педагоги осваивают и внедряют только некоторые арт-методики. Они представлены перед вами на экране. И сегодня мы хотим вам наглядно продемонстрировать наш скромный опыт применения арт-методик в деле. Все внимание на экран. Смотрите, что у нас тут такое с вами на подносиках лежит? Тесто? Тесто, да. Мы уже с вами играли с тестом. Да? Да, и сегодня будем продолжать знакомиться с тестом. Давайте возьмем, посмотрите, раньше у нас... Катечка, давай сейчас мы сначала в ручки бери. Посмотрите, Рома, какой красивый уже пирог испек для мамочки. Ну, Катюш, что будем делать? Как будем украшать наш пирог? Чем будем? Давай трубочкой будем делать узоры. Ну, давай попробуем так. Вот так. Вот, молодец. Давай сама. Ай, смотри, чьи пальчики тут остались на тесте. Вот так камушек. Еще, Машенька, камушек. И еще. Еще тебе камушки? А смотри, какие есть маленькие камушки. Смотри. Маленькие, да. Это какие камушки? Это большие, да, это большие. А это какие? Маленькие, молодец. Еще маленькие. Ой, упал, ну мы потом поднимем. Потом поднимем. Давай, вот у тебя есть еще камушки? Делай. Да, камушки маленькие. Посмотрите, какие красивые, Ромочка. Посмотри, красивый получился. Чем ты украсил? Камушками. А Катюшка что сделала для мамы на пирожочке? Сердечко красивое? Сегодня с вами играем в игру. Смотрите, что у нас с вами есть. Ой, да, волшебные сундучки. А в них посмотрите, что
что у нас ребята? Потрогайте ручками. Машенька, потрогай ручками. Ой, какие камушки у всех. Да, у кого-то потрогали туда. Вот ручками. Машенька, потрогай второй ручкой тоже, Машенька. Вот, потрогали какие. А там он волшебный. Что-то спрятано. Давайте найдем. Что спрятано? Кто это? Нет, это не шарик. Это дельфинчик. Ходи сюда, Катюш, дельфинчиком. Ищем пальчиками. Глубоко-глубоко, Машуля, ищем пальчиками. Ой, кто это? Краб. Складывай сюда, встань право, давай сюда. Вот, давай, Ромочка, ты и свою ищи. Ищи свои ручки. Глубоко-глубоко. Вот так вот. Ой, ты у меня нашел? Машуль, а ты? Давай, Машуля, тоже найдем. Давай мы найдем с Машей, подставила. Берем подносик, держим одной ручкой, а другой разравниваем. Разравниваем здесь. Такая у нас крупа с вами, как снежок. Мягкая, Машуль. Маш, давай ручками. Вот, разровняли. А на ней еще можно рисовать пальчиками. Пальчиками, да, вот пальчиками. Вот так. Ну-ка, нарисуем пальчиком. Смотрите как. Пальчиком можно рисовать. Маш, пальчиком, покажи, как ты пальчиком. Вот такие дорожки нарисуем. Да. Я возьму себе корову. И пошла корова по дороге. Да, смотрите, какие следочки оставляют. Вот. Вот кто. Маша, бери еще. Да, динозавр. Ну-ка, как динозавр ходит, такие следы оставляет динозавр. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, мои пригожие. Давайте поприветствуем друг друга. Поздороваемся с ладошками. Где наша ладошечку, моя крошечка. Ты погладь ты меня по ладошечке. Смотрите, ребята, сколько много у меня красивых ложечек. Ложки расписные, деревянные, красивые и платочки разные. Мы сейчас с вами, с нашей кошкой, сделаем куколку. Посмотрите, как я буду делать куколку. Покачаем. Я еще сейчас одну куколку сделаю. Посмотрите на свою красивую куколку. Красивая куколка? Давайте мы ее покачаем и спать ее уложим. И баюшки-баю споем. Качаем куколку. Качаем. Здравствуйте, детки! Сегодня мы с вами будем рисовать. На улице у нас зима, падает снежок. Как падает снежок? Вот так падает, да? Падает снежок. Окошечки разрисовал мороз. Вот сегодня мы с вами тоже будем рисовать морозные узоры. У меня есть волшебный мешочек. Смотрите, какой красивый. Там много-много всего. Вот смотрите, какие красочки. Сегодня мы будем рисовать синей красочкой, а остальные красочки у нас спят. Смотрите, мы возьмем с вами кисточки. Подождите еще, пока покажу, только не надо пока. Я вам намочу ваши листочки, чтобы они были мокрыми-мокрыми. Да, мокрыми-мокрыми. Да. Краски синие. Краски, да. Белый. Остальные спят. Проснулась у нас только с вами синяя красочка. Крышка синяя. Синяя-синяя проснулась, да? Крышка. Да.
Вот теперь берем кисточки. Держите кисточки. На ручку. Обматываем их в водичку. Давайте все в водичку. Вот водичку, да. Берем синюю красочку. Берем синюю красочку, которая не спит. Бери синюю красочку. Гусь, бери. Синюю красочку. И рисуем, закрашиваем наш листочек. Закрашиваем наш листочек. Машенька, бери красочку синюю, которая не спит у нас. Берем, закрашиваем, закрашиваем. Желтые и зеленые спят у нас. А теперь мы возьмем, смотрите, у меня что есть. Вот что есть. Возьмем с вами и будем вот так вот сыпать, чтобы у нас получились такие кристаллики. Бери, Вика. Бери. Сыпь. Сыпем соль. Вот такие кристаллики. Машенька, бери. Бери, сыпь. Берите, берите, сыпь еще, сыпь. Вот. Ребята, посмотрите, мои хорошие, я сегодня превратилась в осень. Что у меня на моем наряде? Что это такое? Что это такое? Ну-ка, кто скажет? Что это? Листочки? Листочки. Посмотрите, сколько листочков. Посмотрите, что у нас здесь с вами нарисовано. Что это такое? Ладошка это? А на что наша ладошка похожа? Иди сюда, Машенька. Иди, Маша. А на что ладошка похожа? На дерево похожа? Похожа ладошка на дерево. Только мы сейчас с вами тоже будем своими ладошками рисовать. Листочки на дереве. Нарисуем? Нарисуем? Подожди, мой хороший, подожди, не спеши. Ну давайте по очереди, давайте начнем. Давайте аккуратненько опускаем ладошки свои. Ну, давай, Машенька, опускай в оранжевую. Ты в зеленую хочешь? Вика, опускай в розовую краску, опускай. Так, боишься? Так, опустила? Ну-ка, ой, посмотри, какая ладошка. Ну-ка, давай прикладывать. Куда будем прикладывать? Вот какой у нас листик получился. Какого цвета? Зеленый? Подожди, сейчас я тебя вытру. Так, давай мы, ну как, давай вместе с тобой опускаем ладошку. Так. Вот такая у нас ладошка оранжевая. Давай стоим. Куда ты? Ну-ка. Вот, а у тебя какого цвета ладошка? Не вытирай у тебя ручки, мы сейчас будем салфеточками. Посмотрите, какое у нас с вами дерево получилось. Красивое? Красивое. Ваши ладошки, да. Вместо листочков ваши ладошки. Да, они сейчас высохнут, и будет очень красивое осеннее дерево. Спасибо большое за внимание. Вот такой вот небольшой опыт в освоении арт-методик программы «Теремок» мы используем на занятии с малышами раннего возраста. Сергеевна, вы все, да? Или нет? Вы закончили? Да. Закончили, да? Хорошо, спасибо вам большое, что завершили. Но я только могу прокомментировать, что у вас действительно только-только самые-самые такие первые шаги, потому что даже видно, вот знаете, когда покупаешь книгу, читаешь арт-методику, и вот как бы вы просто пока еще воспроизводите то, что написано, это видно, да. И мы очень рады, что вы учились тогда на курсах, потому что я думаю, что вы как старший воспитатель, вы как человек, который ведет свою группу, вы все очень хорошо вникали тогда и понимаете, какое значение имеет и мотивирующая среда, и взаимодействие педагога, и поддержка детской инициативы. Да? Поэтому я думаю, что для своих педагогов вы обязательно донесете. И вот ваши видеофрагменты, вот, которые вы сейчас представили, тут каждый кусочек можно очень хорошо обсуждать именно со всех сторон. И вот знаете, обращаясь тоже
ко всем, наверное, к вам, в том числе, Галина Сергеевна, ко всем нашим площадкам. Покупаете книги, смотрите арт-методики, да, много, потому что у нас уже было и на Фейсбуке, выставляются, что, например, это рекомендация, да, это рекомендовано, но вы, коллеги дорогие, должны понимать, как на это будет реагировать дети, что они все очень разные, и то, что иногда написано, оно не подходит под конкретные условия. Дети, педагог, взаимодействие, среда и так далее, и так далее. Поэтому вы не должны этого бояться. То есть если что-то попробуете, чувствуете, что оно сдерживает детскую инициативу, вот как это было здесь. То есть я понимаю, что вы ведете, вот она все время говорила, да, такая-то красочка спит, такая-то красочка отдыхает. А почему? На каком основании? Почему ребенок не может взять, например, там, начать с желтой? Да, поэтому я говорю, арт-методики читайте внимательно, но больше все время ориентируйтесь, все равно, вернее, прошу прощения, на детей и на ту ситуацию, которая складывается здесь и сейчас. Галина Сергеевна, расскажите, как живет ваш центр «Умка»? Как вот сейчас вы живете? Расскажите, пожалуйста. Занятия у нас проходят уже 2 раза в неделю. Детки у нас 6 месяцев и до года. В таком вот интервале у нас очень интересно. Ой, как замечательно, слушайте. То есть мамочки все приходят, вот 10 занятий, как все это, так все идет, 20 да? занятий, уже не 10. Ой, как здорово. Программу мы немножко расширили. А почему? Ну, мы считаем, что мало этого. Согласна, да, тоже. И то есть мамочки молодые приходят, вот 20 занятий 2 раза в неделю проводятся, и потом приходит новая группа мамочек. Потом новая. У нас есть и папы, не только мамы. Ой, как здорово, слушайте, замечательно. А вот получается, это вы до мая будете так работать или дальше до конца 2021? До мая. До мая, да? А потом снова или что-то другое? Снова будет? другая группа пойдет. Как интересно. А когда мамочки находятся в периоде вынашивания ребенка, пока не предполагаете работу с ними? Нет. Нет, да? Ну, хорошо, ладно. Хорошо. Поэтому, Галина Сергеевна, мы желаем вам успехов, мы желаем вам удачи, да. Все вникайте, погружайтесь. Воспитатели у вас добрые, светлые, поэтому тоже надо именно погружаться, вникать, думать. И, соответственно, потихонечку, я думаю, что, может, через год, через 2 тоже что-то такое очень интересное в плане вот апробации теремка у вас выйдет, может быть, и быстрее. Ну, а «Умку» нам, конечно, с удовольствием будем ждать новых каких-то репортажей с вашей этой такой уникальной муниципальной формы организации поддержки детей раннего возраста и их родителей. Это, конечно, здорово. Спасибо, Галина Сергеевна, еще раз. Ну, вы остаетесь у нас, безусловно, на фестивале и завтра, и всегда, поэтому спасибо. Но можно сейчас уже отвечать. Всего доброго. Да, спасибо. Спасибо большое. Да, уважаемые коллеги, там действительно очень интересный такой опыт у этого детского сада по организации поддержки семей, имеющих детей раннего возраста. Можно зайти к ним на сайт, можно посмотреть, так называется центр «Умка плюс», 0+, и, соответственно, вот там очень интересные фильмы у них, этот опыт не раз уже представлялся у нас в Республике Коми за пределами, поэтому кого интересует такая форма, можно посмотреть поближе. Ну и в завершение нашего сегодняшнего дня фестиваля мы тоже обращаемся в организацию, которая также только в этом году подключилась у нас вот к числу 14 инновационных площадок. Это прогимназия номер 1, тоже города Воркута. Организация уникальна тем, что таких организаций у нас в Республике Коми всего несколько. И вот пока коллеги подключаются, там Наталья Михайловна у нас заявлена. Добрый день. Добрый день, как спикер. Поэтому, Наталья Михайловна, сейчас немножечко буквально я скажу еще про вашу организацию. У нас по республике такие организации всего в городе Ухта. У нас начальная школа, детский сад. В городе Сыктывкаре у нас начальная школа, детский сад. И, получается, в Воркуте у нас вот прогимназия и начальная школа, детский сад. И Наталья Михайловна, она работает в такой организации, где воспитываются дети там с 1,5 лет до 10, да, получается, раз начальное звено. Ну и, соответственно, Наталья Михайловна – это воспитатель. И вот она нам сейчас все расскажет сама. То есть она ли является руководителем творческой группы, кто-то другой ли является. Ну и тот, наверное, опыт, который сложился на сегодняшний день в этом учреждении. Поэтому, Наталья Михайловна, с удовольствием передаю вам слово. Расскажите, покажите нам, как вы живете. Добрый день, уважаемые коллеги. Ранний возраст – это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания о жизни через органы чувств.
Развитие органов чувств у детей первых 3 лет жизни идет очень интенсивно. Развитие сенсорики происходит путем узнавания величины, формы, запаха, цвета предмета. Существует 5 сенсорных систем, с помощью которых ребенок познает мир. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Чтобы в полной мере понять тот или иной объект собой представляет, ребенку нужно прикоснуться к нему или попробовать на вкус. От того, насколько точно ребенок научится воспринимать предметы и оперировать полученными знаниями, зависит процесс обучения в будущем. С 2019 года наше учреждение реализует образовательную программу «Дошкольное образование Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет. Научный руководитель Ирина Александровна Лыкова. Целью программы является создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. Амплификация предполагает постепенное и последовательное расширение круга освоенных объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, взаимосвязей. Значительная роль в работе с детьми раннего возраста отводится сенсорному развитию. Сенсорное развитие у детей раннего возраста в соответствии с федерально-государственным образовательным стандартом успешно прослеживается через интеграцию образовательных областей. Актуальность любых вопросов, связанных с сенсорным воспитанием детей, обусловлена тем, что ранний возраст является сенситивным периодом для развития способностей. Потери, допущенные в этот период, невыполнимы в полной мере в последующей жизни. Лучший способ развивать и закреплять сенсорные навыки у ребенка – превращать любые занятия в обязанности в игру и дать ребенку новые чувственные ощущения. В 2019-2020 учебном году анализ результатов педагогического мониторинга в группе раннего возраста от 2 до 3 лет, в том числе сенсорного развития воспитанников, продемонстрировал необходимость активизировать педагогическую работу в данном направлении, что подтолкнуло нас к разработке и реализации проекта «Мир сенсорики». Руководствуясь основными принципами сенсорного развития, с которыми вы можете ознакомиться на слайде, мы разработали ряд дидактических игр и пособий, которые успешно применяются в работе для формирования сенсорных навыков у детей раннего возраста. Представляю вашему вниманию дидактические игры и пособия для сенсорного развития детей раннего возраста, изготовленные мной и в совместной деятельности с родителями воспитанников. Веселые заплатки «Подбери одежду по заданному цвету». Данное пособие направлено на формирование и развитие представлений детей о цветовых эталонах, развитие цветового восприятия, внимания и памяти. Кроме того, используя пособие «Веселые заплатки», можно закрепить с детьми названия фруктов и овощей, форму, круг, овал, размер большой, маленький, формировать простейшие двигательные умения и навыки, наложение предметов, размазывание пластилина. При работе с пособием «Подбери одежду по заданному цвету» можно формировать и закреплять представления детей об одежде, о теле человека, развивать пространственные представления вверху, внизу, умение ориентироваться на теле человека. Занимательные крышки, волшебные баночки. Данное пособие направлено на формирование, развитие и закрепление представлений детей о цветовых эталонах, а также на развитие мелкой моторики рук, умение ориентироваться в пространстве. Если пособие «Занимательные крышки» представляют ребенку возможность действовать только в одном варианте – закрутить крышку, то пособие «Волшебные баночки» предполагает использование инструмента, пинцета и различных материалов, бусины, ленты и другие, отличающие по форме, размеру и текстуре. Это дает дополнительное преимущество педагогу для разнообразия игрового сюжета, в том числе и усложнения. Принесла сегодня интересную игру. Называется она «Волшебные баночки». Алиса, я тебе дам 2 баночки, желтую и синюю. Стефа, я тебе дам 4 баночки. Алиса, разложи предметы по цветам. Раскладывай.
Стефан, у тебя 4 баночки. Какого цвета баночка? А это? Умничка. Это какого цвета? А это? Розовый. Умничка. Стефан, а тебе я дам пинцет. Будешь раскладывать пинцетом. Хорошо? Раскладывай. Бери. Стеф, раскладывай. Алиса, какого цвета у тебя? Желтая. Какую баночку ты положишь? В желтую. Клади. Желтую. Правильно, молодец. Цветочек какого цвета? Желтого цветочек. Молодец. А в синюю баночку ты что положишь? Какого цвета ты цветочек взяла? Алиса, цветочек какого цвета? Синего. Молодец. Бери теперь. Тактильно-сенсорные крышки. Тактильная книга, предназначенная для развития тактильно-сенсорных ощущений. Тактильно-сенсорные крышки позволяют дать детям элементарное представление о фактуре предметов окружающего мира. Шершавые, жесткие, ребристые, волнистые. Их использование будет способствовать формированию первичных познавательно-исследовательских действий, формированию с предметами. Используя пособие «Тактильная книга», герои и предметы оживают. Мир сказки всегда притягивает внимание малыша. Листая страницы такой книги, ребенок не только погружается в сюжет, но и знакомится с внешними особенностями живой и неживой природы. Предметы окружающего мира, дотрагиваясь до него. Игра «Солнышко» способствует развитию мелкой моторики, обогащению словарного запаса. Солнце какое? Теплое, яркое, веселое, весеннее, радостное. Лучики какие? Длинные, желтые. Развитие сенсорной системы, форма, цвет. Кроме того, можно использовать в целях сохранения и укрепления здоровья детей. Овощная грядка. Данное пособие в полной мере реализует второй принцип сенсорного развития. Игра должна быть занимательной, так как она предоставляет возможность для развития не только предметно-манипулярной деятельности ребенка, но и для творчества, развития воображения, коммуникативных навыков. Играя на овощной грядке, ребенок знакомится не только с особенностями внешних овощей, но и с особенностями их произрастания. Некоторые овощи растут под землей. Совершая действия с овощами, у ребенка формируется представление вверху, внизу, один, много. Кроме того, вместе с ребенком на овощной грядке можно обыгрывать несложные сюжеты. Для развития тактильных ощущений, мелкой моторики, воображения, речи, мышления, фантазии, сенсорной памяти я использую дидактическое пособие «Слон». Необходимо положить в слона мелкие игрушки животных, овощи, фрукты и узнавать их на ощупь. Можно с ребенком угадывать, что лежит внутри, и вытаскивать предметы по описанию. Полноценное развитие ребенка невозможно без активного участия родителей в образовательном процессе. Для выявления у родителей наличия представлений о значимости, способах и приемах сенсорного развития детей нами было проведено анкетирование среди родителей, законных представителей, по итогам которого определили, что родители обладают информацией о сенсорном развитии детей, но отдают предпочтение играм, купленным в магазине, не осознавая преимущества их, изготовленных своими руками совместно с ребенком. В связи с этим было организовано и проведено родительское собрание «Сенсорика как средство развития умственных способностей детей», в ходе которого были озвучены результаты анкетирования. Представлен проект «Мир сенсорики». Кроме того, был проведен мастер-класс для родителей «Сенсорные игры и игрушки для развития детей своими руками» с целью пополнения дидактическими играми сенсорного уголка в группе раннего возраста, а также домашних игровых уголков. В совместной деятельности родителей с детьми были изготовлены дидактические игрушки, сенсорные рукавички, сенсорная коробка, ежик, елочка, белка и орехи, подбери одежды по заданному цвету и другие.
Данное пособие направлено на развитие тактильных ощущений, внимания, представления детей о предметах окружающего пространства, закрепление представления об основных цветовых эталонах и пространственных отношениях, геометрических фигурах. Кроме того, способствует сплочению детско-родительских отношений. Курсы повышения квалификации, организация, воспитания и развития детей раннего возраста в образовательной среде на основе инновационной программы «Теремок» под руководством доктора педагогических наук Лыковой Ирины Александровны, которые я прошла в ноябре 2019 года, стали хорошим стимулом и источником вдохновения для продолжения работы. Мною было создано дидактическое пособие «Адаптационная сенсорная юбка» на тему «Времена года». Выбор темы обусловлен тем, что природа постоянно привлекает внимание малыша, включает в процесс восприятия через различные органы чувств – зрение, осязание, обоняние, слух. Во время реализации краткосрочных проектов «Осень золотая», «Волшебница зима», «Весна красна», «Лето в яркие краски одета» были заполнены поля юбки «Осень и зима», «Весна» и «Лето». Адаптационно-сенсорную юбку можно использовать для создания благоприятного психологического климата в процессе адаптации. Принцип ее использования очень прост. Педагог завлекает малышей необычным пособием, превращается в волшебную фею, которая предлагает поиграть с детьми в сенсорной юбке. Она привлекает внимание детей своей яркостью и многообразием элементов. Дети с интересом включаются в разнообразные игры, предложенные педагогом. Ребята манипулируют с деталями юбки, двигаясь от одной к другой. В процессе этой игры дети отвлекаются от переживаний, связанных с расставанием с близкими людьми в процессе адаптации к образовательному учреждению. Когда не получается справиться самому, дети обращаются к педагогу. Между взрослым и ребенком устанавливается зрительный и вербальный контакт. Так необходимо для создания теплых и доверительных отношений. И еще хотелось бы отметить, что все представленные мною пособия имеют перспективу применения, поскольку их можно пополнять новыми элементами, усложнять игровые задачи в зависимости от развития группы детей. Игры и пособия, направленные на сенсорное развитие, дают ребенку возможность проявлять творческую активность, расширять его кругозор, развивают находчивость, смекалку, пробуждают интерес к окружающему миру, влияют на эмоциональное состояние ребенка, на его здоровье. Играя с ребенком, вы развиваете у него память, логику, речь, наблюдательность, мелкую моторику, успешность умственного, физического, эстетического развития в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. В перспективе в работе с детьми раннего возраста планируем активно применять нетрадиционные изобразительные техники. Наш выбор обусловлен тем, что данная деятельность позволяет знакомить детей с многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, формировать у детей изобразительные навыки и умения, развивать эмоциональную отзывчивость к окружающему миру и эстетическое восприятие, мышление, воображение, фантазию и творческие способности. Способствует личностному развитию каждого ребенка. Свою деятельность будем планировать в соответствии с учебно-методическими пособиями Ирины Александровны Лыковой, изобразительная деятельность в детском саду и арт-методики для развития малышей. В завершение хотелось бы выразить благодарность авторскому коллективу образовательной программы «Теремок» и отметить ее преимущества. Данная программа ориентирована на создание оптимальных условий для становления социокультурного опыта ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. Носит стратегический, комплексный, инновационный и вариативный характер, соответствует федерально-государственному образовательного стандарта дошкольного образования. Описывает целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание 5 образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В качестве профессиональных инструментов предлагает вариативную модель образовательной среды, модель развития взаимоотношений педагога и детей, технологию проектирования образовательной деятельности. Спасибо за внимание.
Наталья Михайловна, спасибо большое за то, что мы имели возможность вас увидеть, да, как человека, который занимается сейчас инновационной деятельностью. Но еще уточните, пожалуйста, несколько вопросов, которые мне бы хотелось вам задать. Скажите, пожалуйста, вы работаете одна в группе или у вас есть напарница? Нет, конечно, у нас есть напарница. У нас 2 группы раннего возраста. Которые апробируют программу «Теремок», получается, да? Да, от 2 до 3 лет. Единомышленники, они есть, с кем пообщаться есть, да, пообсуждать и так далее, и так далее. Наталья Михайловна, у меня вот вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вы решили разрабатывать, ну вот вы же сказали, что это ваши авторские дидактические игры, почему? Разве недостаточно уже предложено дидактических игр? Вот что послужило тому, что вы стали разрабатывать то, о чем вы говорили, до сенсорной юбки? До встречи с Ириной Александровной, которая сама предложила разработать вам сенсорные юбки, да? А вот до этого, ну, как бы, почему вы решили разрабатывать новые дидактические игры? С целью индивидуализировать образовательный процесс. Ну, а разве до этого уже никто не создавал такие вещи, такие же игры? Почему создавали, но хотелось бы что-то новенькое, свое хотелось бы что-то. Свое, то есть этого аналога вообще нет, да? Ну, есть, но у нас в группе этого нету. Теперь есть. Да, понятно. Я просто к чему призываю, да, уважаемые коллеги, мы эту дискуссию ведем постоянно, и вот Наталья Михайловна, она как бы, наоборот, спасибо вам большое, что вы спровоцировали эту дискуссию. Уважаемые коллеги, очень аккуратно относитесь к слову «авторская», да? То есть если это ваша игра, то вы должны четко быть уверены в том, что аналогов не существует нигде. Вот, поэтому посмотрите. Но мы вас благодарим, Наталья Михайловна. Я понимаю, что вы воспитатель, что у вас, скорее всего, Олеся Николаевна, да, старший воспитатель? Она руководитель творческой группы. Тихонечко тоже погружаетесь, вникаете, игры сделали. Теперь смотрите, думайте, как дальше можно разворачивать всю эту детскую деятельность на основе этих игр, да, самостоятельно в первую очередь. Поэтому мы желаем вам такого хорошего начинания. Может быть, тоже через какое-то время вы сделаете тоже мощное профессиональное движение вперед, как это, в принципе, характерно для инновационных площадок. Может быть, процессы пойдут очень быстро у вас, очень эффективно, и вы действительно, ну, как-то какие-то, знаете, вот озарения у вас будут. Вот у вашего коллектива произойдет просто озарение, что, слушайте, как здорово, оказывается, это можно делать так. У нас же, видите, как называется педагогика удивления. То есть удивляемся, а удивляемся кому и чему? В первую очередь детям, какие они способны, какие они талантливые, какие они замечательные дети, с которыми вы работаете. Да? Ну все, спасибо, Наталья Михайловна, вам большое. Спасибо вам. До свидания. Да, спасибо большое. Можно отключаться, да. Спасибо. Отключайтесь, Наталья Михайловна, отключайтесь, да. Уважаемые коллеги, ну вот на этом как бы наш сегодняшний день, он завершен. И мне бы хотелось, может быть, отдельные такие итоги провести по сегодняшнему дню и, соответственно, перекинуть мостик в следующий день. Вы сегодня увидели абсолютно разные детские сады. И вчера вы видели очень разные детские сады. И знаете, это очень хорошо, потому что на таком фестивале можно посмотреть друг на друга. Можно посмотреть, кто занимается, то есть непосредственно визуальный ряд, кто отвечает за инновационную деятельность, потому что иногда это тоже очень многие подсказки нам дает. Вы нас впустили к себе в детские сады. Это тоже очень здорово и очень замечательно. Вот Галина Сергеевна говорила из 21-го детского сада, что прежде чем начать работу, они проанализировали там то-то, 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 определили дефициты свои. Поэтому я думаю, что вы все тоже прекрасно понимаете сейчас, на какой точке инновационной деятельности вы стоите, что необходимо еще делать, куда, что менять и так далее, и так далее. Что ярко бросилось мне в глаза. Да? Я многие детские сады из вас не знаю. Например, в прогимназии номер 1 я была только один раз. Впечатление очень приятное, но я была там в качестве, по-моему, эксперта, если я не ошибаюсь, как раз по шкалам Экерс, может быть, ошибаюсь. Вот, например, в 21-м детском саду я никогда не была. Да? То есть вот что бросилось вот по этим 2 дням? Очень сильно бросилось в глаза, и как бы такая информация вам для размышления. Я понимаю прекрасно, что взрослый для ребенка раннего возраста имеет колоссально большое значение. Да? Но, пожалуйста, подумайте о том, чтобы предоставить больше самостоятельности детям.
Вот все-таки ранний возраст – это возраст развития и формирования самостоятельности у детей. Поэтому вот как мы развиваем и формируем это личностное качество. Вы просто над этим подумайте, и, может быть, вы иначе посмотрите на свою профессиональную деятельность. Это первое. И второе, что мне тоже бросилось очень в глаза, конечно, то, что педагоги, которые сделали акцент на создании той среды, которая мотивирует, предметной среды, мотивирует детей к деятельности, они не проиграли. Это вот как минимум. Ну и третий момент, конечно, он связан именно с лидирующей позицией взрослого человека. У нас традиционная наша педагогика, она всегда стояла на позициях, что взрослый делает, как взрослый организует, это правильно. Но сегодня просто знаете, что акценты, они смещаются. И, конечно, как взрослый, как носитель культурного образца, как человек, который работает в зоне ближайшего развития, показывает способы действия, да, показывает содержание, возможно, дает, но просто немножко тоже знаете, я думаю, что вы знаете, что сейчас уже идет переориентация немножко, конечно, в другую сторону, а именно в сторону поддержки детских идей, детских инициатив, умелому как-то вот взращиванию, сопровождению этой детской идеи и доведению ее, прошу прощения, до результата, который можно презентовать, нам с вами, я имею в виду людям, детям, взрослым, родителям и так далее, и так далее. Поэтому просто вот эти тенденции надо понимать, и тогда инновационные площадки, они будут созвучны в соответствии с тенденциями. У нас, к сожалению, обнажился наш дефицит, и это связано не только с инновационными площадками, обнажился в том плане, что у нас иногда детские сады, которые заявляются на инновационную деятельность, они не созвучны времени, вот тем изменениям, которые сейчас происходят. Поэтому вот такие выводы сделала я, какие выводы сделали вы можете делиться, писать, но я всегда только за конструктивный диалог, за профессиональный разговор, хороший, честный и открытый. Вот, поэтому на сегодняшний день у нас завершается, ну и завтра небольшой такой анонс, мы будем всех с нетерпением вас ждать, и завтра у нас работают 4 варианта детских садов, это, которые участвуют абсолютно в разных видах деятельности. Надеемся, что все сложится, но немножко проанонсирую. У нас завтра будут презентовать свои практики, лучшие практики воспитания детей. Детский сад, который работает в рамках проекта развития качества дошкольного образования. Мы их называем наши вдохновенцы, ну или люди, которые уже очень давно занимаются такой новой деятельностью для себя. Они будут. Дальше у нас будут участники проекта «Раннее детство». У нас Ухтинский детский сад, Сыктывкарские детские сады еще подключаются, Карткирос, сельский детский сад. Очень интересно будет посмотреть, как идет инновационная деятельность в сельском детском саду. Поэтому с нетерпением просто ждем завтрашней встречи. Ну и то, что я бы очень хотела, чтобы вы это увидели, услышали, и я надеюсь, что сложится, у нас будут подключаться наши частные детские сады, и именно руководители детских садов, которые просто представят тот опыт, как они живут на сегодняшний день, потому что у них у всех именно группы для детей раннего возраста. Это не воспитатели, это не старшие воспитатели, а именно частные детские сады. Это детские сады города Сыктывкара и Сыктывдинского района. Поэтому мы с нетерпением ждем. И сейчас, когда наш фестиваль завершается, уважаемые спикеры завтрашнего дня, уже памятуя о волнениях, которые были вчера, пожалуйста, не беспокойтесь. В течение 1,5 часов мы свяжемся с каждым из вас посредством электронной почты. Поэтому просто проверяйте и ожидайте назначения спикерства на завтрашний день. Поэтому, дорогие наши спикеры сегодняшнего дня, огромное вам спасибо. Мы видели, как вы волновались, мы видели, как вы немножко, может быть, чувствовали себя не так ловко, но это нормально, потому что и формат онлайн-выступления, он предполагает свободное общение, взаимодействие, вы не пугаетесь, и, соответственно, презентация своего опыта, когда первый раз ты это делаешь, это всегда очень волнительно. Поэтому вы справились с этим, у вас все получилось. Огромное вам спасибо. И мы надеемся, что те, кто у нас не являются участниками инновационной деятельности, вы очень много интересного для себя почерпнули. Поэтому еще раз с большими, теплыми, самыми, наверное, такими, я не знаю, как вам это сказать, светлыми приветами
в каждый уголок детского сада вашего пусть летят наши самые добрые пожелания. У нас в Сыктывкаре солнце, яркое-яркое небо, синее, красивого, изумительно голубого цвета. Поэтому такое солнечное, теплое настроение мы передаем вам. И завтра в 12 часов дня мы будем вас всех ждать на этой коммуникативной площадке, чтобы продолжить разговор о самом нежном, деликатном, раннем возрасте. И будем продолжать удивляться интересным находкам наших детских садов. Всего доброго, дорогие коллеги. До свидания. До завтра.